Bugun 20-yanvar 2025-yil. Kun bo'yi o'ylandim, nechuk boshlargami, ishlargami, davom ettirganmi, etmasganmi deb. Birinchi YouTube, ikkinchi TikTok'im. Birinchi TikTok'imni men to'xtatdim. Ham uchinchi TikTok, yangi TikTok ochirga bo'ldim. Черно-белое кино. Yangi TikTok'imda men черно-белый фон ishladim, nechukdir. Короче говоря, у будет черно-белый. Ayrılıp dursun. По-новому. И ikkinchi TikTok'im как-то будет вести эфир. Пока потому, что onlarda эфир бар. И eski YouTube'im. Yangi YouTube'ni уже ochmadim endi bugun. Shunday hal, do'stlar. Yangiliklar bormi, yo'qmi bilmayman. No, Telegramdan o'qiymiz yangiliklar. Дальше больше будем посмотреть. Saat menda 12:30 почти. Sizda 4:30 Boshqirdistonda, Tozaristanda 2:30. Короче говоря, narsadan boshlarga можем. Последнее вот то, что я Инстаграмdan скидывал. Давайте вот начнем с него тогда. Bir kishi YouTube'da, bir kishi TikTok'ta и запись TikTok'a идет. Итак, новости Татарстан degan скрин ishlagan men Telegramga. Указ президента РФ о призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе на военные сборы в 2025 году. В соответствии с федеральным законом 31 мая 96 yıl об обороне и от 28 марта 98 года о воинской обязанности и военной службе постановляю. Первое. Призвать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах РФ, в войсках Национальной гвардии РФ, спасательных воинских воинских формирований Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, ликвидации последующих стихийных бедствий, органов государственной охраны, органов Федеральной службы безопасности. Второе. Для служебного пользования. Третье. Для служебного пользования. Второе, третье, одно и то же. Не понял. Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ обеспечивать выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов. Ну и внизу в комментарии от этого. Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе на военные сборы в 2025 году. Как только про это мы говорили, вроде бы его надо было, делалось оно вообще-то осенью, что-то такое, к Новому году, а в этом году решили после Нового года сразу, с начала года, такую хрень заебенить. Короче говоря, башкортлар һәм татарлар күтләрегезне майлап торыгыз, как говорится. Как говорится, сезне конкретно сәгә башлыйлар. Якында уже, уже сәгәләр уже. Стартанули, так скажем, январь башыннан уже. Шундый хәл. Так, подряд барам инде, потому что снизу вверх пойду, потому что там начала не найдешь. Сообщений мы много накидали. Рахмат за лайки. YouTube'da 10 кеше, рахмат. TikTok'ta 6 кеше зритель, 3 кеше утра. Что вроде в шуларах. Так, в 47 регионах России и Крыму ввели запреты и ограничения на трудоустройство мигрантов.
В 47 регионах России, аннексированном Крыму и оккупированных территориях Запорожской области ввели запреты и ограничения на трудоустройство мигрантов. В Краснодарском крае власти запретили выдачу патентов по всем видам экономической деятельности. Мигрантам недоступны 99 видов работ. В Тверской области, где ввели запрет на 82 вида работ, мигрантам запрещено. Ну, дальше уже я его даже не скриншотил, мне на Инстаграмнан шығарған именно. Это пишет настоящее время. Вот в последнее время, настоящее время, более-менее вот, можно верить в него. Хоть что-то путевые говорят, потому что на днях я узнал, которая ведущая, одна из них есть такая, худенькая такая, постоянно самалейская, что ли, мамалейская какая-то, вот, начало не помню. Вот она, получается, украинка. И вот ее недавно что-то там включили в список чего-то там, врагов, короче, этой пидорасии, короче. И после этого я предположительно я понимал уже по ихнему акценту, по ихнему рассказам, да, ведь оно реально отличается от этого дождя сраного. В дожде точно узкожопые все, топят за узкий мир. Но в настоящее время, вот я вам тоже как бы рекомендую, смотрите его. Там конкретно больше топят за Украину, потому что и работники украинки, получается, явно уж не манкуртки, наверное, же там сидят. Вот, поэтому как бы его как-то слышишь, как-то более-менее есть доверие. Там тоже, конечно, до хрена есть какие-то вопросы задаются там, порой иногда, мне кажется, вылавливаю, что за русских кто-то топит. Короче говоря, я так понимаю, там идет процесс такой. Ведущий узкожопый, допустим, он топит за узких. Ведущая украинка топит за Украину. Вот что-то такое там. Короче, разные дни, разные люди ведут, короче, вот эту тему. Ну, как и сегодня я назвал тему эфира «Трамп» и будет ли свобода Башкортостана и свобода Татарстана вообще в этом году. Мелания Трамп запустила свой мем-токен вслед за мужем. Ну да, этот пидор Трамп запустил какой-то мем-токен. Короче, у них началась золотая лихорадка. Получается, этот хер, блядь, Илон Маск, блядь, там точно подсел ему на голову, блядь, нахрен Трампа, блядь. Короче говоря, у них сейчас идет, как говорится, кто кого, так скажем, гонки начались, короче, против Путина. Это, так скажем, Гренландию отжать, Панаму. Ну, короче говоря, вот это, так скажем, пацанские разборки 90-х, как будто бы. Типа, ты какой там территорию имеешь, я что-то мало имею, дай-ка я тоже что-то отожму. Вот эта тема, короче, началась. Ебанутый процесс 78-летнего Трампа, блядь, и 72-летнего этого черта, блядь, Путлера. Короче, бабайларны уже шиза нахуй началась, жүзге кірген бабайлардың шизасы началась, вспомнили молодость, короче говоря. Біз страдать етуге тиіспіз. Шуны башқұрт пен татарларға я вот сегодня весь день высказывался в Телеграме у себя. Я понимаю, что башқұрт пен татарларны нам уже, мне кажется, от этого дурдома не спасти. Получается, только один выход есть: заходить, как говорится, и жестким образом менять власть. Вот и все. Бөтенесін үтіріп кенә ташларға, бөтенесін сігіп үтіріп ташларға, жәлләмеше, вообще берсін жәлләмеше генә, мына мен шундый вердиктка бүгін килдем. Шунларга көне буе уйландым, чыгыйммы, чыкмыйммы бу эфиргә дидем. Но мин понял, что монда только жесткая рука нужна. Уничтожить узкожопых полностью, манкуртов тоже не щадить нахрен, бөтенесін, блядь. И только таким образом мы будем менять власть. По-другому никак. Мана былай, блядь, мөләйем, мана шулай, яхшы сүз, ярым корова, блядь, нахуй. Вот этого не пойдет, блядь, сука, из того прикола узбека. Хорошее слово, половина корова, блядь, нихуя. Половина коровы тут не видать, блядь. Так,
Куштау Байрам и этот прикол какой-то от Hello, my ебанутых. darlings. Today, I want to talk to you about the importance of intonation Это and прикол так. pitch in English, because it is... Выпендриваетесь тут со своим английским. Лучше б русский язык учила. Знаешь, кто написал «Отцы и дети»? Тургенев написал. Позорище, Достоевский. Какой Достоевский? Молодежь, блин. Я не молодежь, я многодетная мать вообще. Hello, my darlings. Today, I want... Ну, я, честно сказать, тоже в этом не разбираюсь. Кто там Мумуй писал, блядь, нахуй, Некрасов, или кто нахуй, или кто там, блядь, «Война и мир» писал. И мне тоже это Хоранга Узирляры, блядь, вообще неинтересная вещь. Поэтому я считаю, что это, пусть они сами разбираются, это хуйня полная. Кто что там писал, главное, как говорится, узкожопые все это было. Поэтому бізге бүтінісі душман. Одним словом, как говорится, нам неинтересно. Оны оқығанша лучше татар һәм башқұрт тілін өйрәнегіз. Теге әллән Достоевский оқып беріп. Так и так Бородино ятлатып, блядь, нахуй, Москва горела, пизда горела, блядь, уже бәләкәй чактан шуны безгә өйрәттеләр, блядь. Тошнит от этого, как вспоминаешь, блядь, нахуй. Шуны без мәктәптә рассказывали, блядь, за оценку. Представь себе, да, за оценку. Чтобы оценку получить, нам заставляли учить это, блядь, гектарами, нахуй, эти, блядь, стихотворения. Нахуя? Нахуя, блядь? Помню я эту, блядь, ебучку, нахуй, Лариса Владимировна, нахуй. Сука, блядь, училка моя, блядь, русского языка, блядь. Сучка ебаная. Как я ее ненавидел, блядь. Литературы и русского языка, блядь. Уебище. Так. Просто я тут этот, на всякий... Башка тикток ачтым. Короче, все как-то по-новому я решил делать там. И поэтому сейчас я пытаюсь его тоже записывать. Вот. Хазар, если кто там в курсе с моего первого тиктока, я туда сейчас не захожу теперь. Так, мы поняли, так скажем, нехер там делать. Шулай. Так, просто я веду эту запись. Поэтому этот... Так, извиняемся. И так, дальше идем. Вот, началось уже, до такой степени, что, война так долго идет, или я сплю? Уже урыслар, кәріслер білән уже сігішіп та үлгергенлер уже, блядь, нахрен. Это просто пипец просто, блядь. Как говорится, красивая пара, блядь. СВО подарила мне мою любовь. Мы сейчас в Курской области, Пак-Иль, герой, освобождение Плехова, а я тружусь в медицинской службе. Любовь победит зло. Ой, блин, медсестра. Во, как раз Хабиров хотел отправить медсестер из Башкортостана. Ну вот, как раз, как говорится, рахатланып, как говорится, сыгынып, нахуй, йөргән анда, блядь, нахуй. И вот пойдут не башкорты, а корейцы, нахуй. И будут возвращаться, нахуй, брюхатые, нахуй, башкорт һәм татар кызлары Башкортстанга с узкими глазами. Как раз. Ну, конечно, по идее, башкортлардан не отличить это, наверное. Я не знаю, конечно. Ну, по крайней мере, вот такая хуйня будет. Так что, нәрсәкәй, кызларны җибәрсәгез, медсестраларны Башкортстаннан, Татарстаннан, пәтәкләрне кырыбрак җибәрегез, ярымы? Кырып җибәрегез, потому что анда армиядә кайда кырып йөри анда? Душ юк, бер нәрсә, мунча юк, нахуй. Кайда кырып йөри ул, блядь, нахуй. Пәтәген кырып җибәрегез, ярымы? Чтобы, блядь, вот даже нахуй ТС, блядь, поставили прям залет, улет, нахуй. Это такое, это, наверное, в узком мире это, наверное, какая-то радость, блядь, что урыслар сугышта, оларны сигүче юк, нахуй. Но монда, блядь, нахуй, кәрисләр килеп, буларны во всю щели, как говорится, ебут, как говорится. Это, ну, как сказать, иногда, деградация узкого мира, нахуй, в путинском режиме, блядь, нахрен. Раньше, как говорится, Екатерина отсеккен, нахуй, хазарин буларны кәрисләр сәгәнде. Рахат дөнья, блядь, нахуй. Ну, конечно, башкорт һәм татарларны да пәтәге опасностьта. Так что, рахмат, нәрсәкәй, опасностьта. Так что, башкорт һәм татар кызлары
теге мангал жасатмастан Башкортстанда мангал. Мына шундый теге киноларда күрсәтә бит, трусы ясатыгыз нахуй, ачкыч белән нахуй. И ачкычны выкиньте нахуй, чтобы никто не мог открывать нахуй. Мына шундый тимер нәрсәкәй белән трусы белән барыгыз сугышка, блядь, чтобы сезне беркем сыкмәсен нахуй, и вы не залетали, блядь. Хотя бы, блядь, останетесь, быть может, целками нахрен. А может, вообще и живыми не останетесь, как говорится. Ну, имеется в виду, тема очень интересная, конечно. Уфа военные, чагаранан. Клёсики, блядь. Так, ладно. Вот опять бавовна, блядь, и рота чмырей, блядь. Это тоже мы чуть-чуть послушаем и посмотрим, о чем тут гоняют нахуй эта вся речь. Так, YouTube'та 34 кеше, зритель 7 кеше, TikTok'та и 4 кеше утра. Что ты хочешь сказать? Чего хочет он сказать? Нас расформируют, не Жалобы. хотят нас оставить в нашей 55-й, в 11-й роте. Мы здесь большинство все, 300-е, Угу. нас не лечат, всех, даже кого лечили, выкинули за сегодняшнюю ночь, всех с больницы, недолеченных, им на все по барабану, и они начинают следы запутывать, которые последнюю партию пацанов привезли, их всего подготавливали 5 дней. О, Мы докладывали, что они не готовы были на боевую задачу. Их все равно собрали и толкали на передок. ну, Так отца, как с передка они вернулись из, допустим, 30 человек, это человек 5, а остальные без вести, а остальные все 300. Что бы хотелось сказать, поскольку мы попали в 55-ю бригаду, это лучшая бригада, куда мы пришли служить. Мы пришли служить не просто из-за денег, как многие говорят, а пришли служить для того, чтобы защищать нашу родину. И дайте нам возможность защищать нашу родину вместе, поскольку у нас уже боевое братство сложилось, мы друг другу прикрываем спину. И мы уверены друг в друге. Лиан Кук, Если рахмат нас сиңа. расформируют, возможно, для всех нас это закончится плачевно. Лиана, күлмәсең нәрсә Да, көләсең? и мы не хотим оказаться там, где мы не знаем эту местность. Теперь мы здесь, как мы здесь оказались, мы выполняем боевые задачи, знаем свои движения, мы знаем своих братьев. И поэтому мы не хотим отсюда уходить. Мы будем выполнять боевые задачи со своими братьями, которые находятся здесь, с которыми мы служим какое-то количество времени. Я тоже то же самое только скажу. Я служу в 55-й бригаде в 11-й роте. С 20 сентября того года. И переводиться мы отсюда не хотим куда-то. Потому что мы не знаем. Вот встречались пацаны, которые говорили, что в 104-ке их 30 человек уехало туда перевод. Короче, ладно. Та ж 55-я бригада РФ массово скаржаться на відношення командування до ніхто поранених, як їх відправляють на штурмі. Готовят 6 дней лечения, никакое пограничное... Ну, короче, на украинском. До этого я где-то видел, не знаю, здесь, не здесь, как, то ли в новостях видел, как на костылях, короче, бегут, короче, на атаку. Главное, понимаете, бір костыль ма, костыль белән китеп бара сугышка, костыльлы. Я стафируллах дедім. Костыль белән сугышта булгач инде без барып җиттек дигәне бу. 21 гасырда костыль белән сугышка китеп бара. Понимаете, до чего дошли? А потом говорят, у нас людей хватает. Людей хватает. Конечно, хватает, если с костылями тоже все идут, все с госпиталей идут. Нахрен занимать госпиталь? Нахрена занимать, блядь, лишний әрәм тамак, блядь. Бөтенесен нахрен күтенә тибәләр, урыслар. Ну, мына, видите? И дойдем еще, как там пиздят еще. Мы, интересно, самое там до хрена там. Самый момент того, что когда ты видишь вот этот быдло народ, я постоянно поражаюсь, блин, башкорт белән татарларга. Ну, сіз до такой степени, блин, үзегезне уважать итмисез микән, а? Мен аптырыйм вообще, блядь. Сіз, блядь, башкорт һәм татар булып туылдыгызмы вообще? Или куттак баш булып туылдыгызмы? Мен аңламыйм шуны, блядь. Сезне, мне кажется, блядь, чмо итеп мына шулай ниже плинтуса опускать итеп мына шулай болгатырга кирәк. Буг эчендә, блядь, буг эчендә болгытып чыгарып нахуй, сасы көе, блядь, нахуй, әйтергә кирәк.
narsa kishiga aylanasingmi, yuvinasingmi deyirga kerak. Yo'q, tag'in bulg'a turga kerak nахуй. Mana shulay. Меня шулай кажется, блядь, нахуй. Только шулай, блядь. Может, бәлкім шундағына, когда вы зачмыритесь, когда вы чмошниками окончательно станете, как говорится, чтобы вас, блядь, все чмырили, блядь. Может, шундағына, может, уянарсыз. Как вы думаете? Как мы будем делать дальше? Bir yıl mana durusini aytsam mana sizga mana bir yil mana bunda sigindigaymi sizni shu yo'ldan qoldirig'a, блядь. Birsi hali men qoldim, shu yo'ldan bormadim, seni quloq soldim, shu sug'ishga bormadim deb bir itdek yozmadi nахуй. Bir qutaq bosh yozgani yo'q, bilasizmi? Bir qutaq bosh yozgani yo'q. Men sizni, блядь, degan mulayim sizga men narsaga обращаться etmayman nахуй. Har birigiz qutaq boshsiz, butunigiz nахуй. Неправильно рожденный qutaq boshsiz. Просто mana неправильно sizni родили, блядь. Dunyoga siz неправильно kelgansiz. Понимаете, блядь? Mana shunday siz it sikkanlar butunigiz nахуй. Boshqirt Totarida, Ikim borganlarida, которые ближе к нам. Chechen Dagestanida shunday yo'q nахуй. Один черт. Так. Свободная Башкирия. Mana bit endi Shuqinchiqlar kuni bitali, блядь, nахуй. Buna bitali. Buni unutmasga kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Eshitasizmi? Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Ауду билляхи минаш Bismillahirrahmanirrahim. Всех праздником! Христиан и мусульман! Mana. Bu bit endi kishi kulgisi tugilmi bu? Shunlardan so'ng aytam bitdinden olaydi. Bu qayda ekan hali? Biz hali batom o'qiymiz hali. Tatariston sho'qingan deb aytamiz bit endi. Siz sho'qinchiqlarni butunisini qirg'a, блядь, nahrin. Butunisini nahvoy. Понимаете, блядь? Butunigizni nahvoy qirib toshlarga, блядь. Qirg'a degashda, блядь, o'tiriga nahvoy, butunigizni nahvoy. Mana shunday qutaq boshlarni. Bismillahirrahmanirrahim, auzubillah deb sho'qina, блядь. Rahat dunyo, aymi, блядь? Вообще rahat dunyo. Ну давайте почитаем егошние комментарии. Вообще поражает то, как некоторые из так называемых мусульман легко могут переобуваться на лету и с легкостью оказаться то в проруби на крещение или где-то в церкви креститься на иконы и при этом приговаривать слова исламского содержания, а после неизвестно где еще. Скоро ураза тута башлалар әле. Тукта, әле мәчеттә дә күрәсең аларны әле. Тукта. Эти люди не находятся в принуждении и в неволе. Просто это состояние раболепства. Называется манкурт. Yok, bu manqurt tugul уже bu, блядь. Bular точно нахуй tashaqlar, блядь. Mana meni любимый so'zim, блядь, tashaq, блядь. Bilasiz, mana tashaq, блядь. U qutaq-da tugul, понимаете? Qutaq и то, блядь, нахуй цивилизованный ul. А tashaq ul, как говорится, qutaq ostindagi tashaq ul, блядь. Mana shunday. Mana bular tashaqlar, manqurt tugul bular. Чистейшие tashaqlar. Человек, забывший свое прошлое, как у Чингиза Айтматова, человек, забывший свою религию и отдавший себя свое потомство растлению. Что-то нет таких примеров, чтобы христиане присутствовали где-то на праздниках Курбана или Ураза и закалывали жертвенник. Зато таких мусульман хоть отбавляй. Ну, олар мусульман дейм болмайды енді. Оларны біз нешік мусульман дереген может быть. Олар, как говорится, ташақлар. Оларны принципы, как говорится, они в данный момент даже олар Ташағыстанда яшилар. Ташағыстандағы кішілер ташақ болады енді олар, блядь. Шунарға ол ташақларны, блядь, нахуй, біз нәрсе эшләргә тиешбез. Кастрировать етергә тиешбез, понимаете, нахуй. Түптән нахуй алып шүргә тиешбез, понимаете? Менә шулай яшәсеннәр нахуй потом. По-другому никак. Так. Запишу. Просто будем развивать новый канал деген кебек. Үләм, Лиана, үлмәйінді. Сен те хоть тірі керексің. Но медсестралыққа бара көрмә, Лиана. Аңладың ма? Онда сені сәгіп өтірәлер. Бара көрмә онда. Солай. Так, медсестралыққа барма. Опасно.
Endi Liana narsa yo'qolmaysan u. Yara. Liana yangi kanalga давай kishi yo'q menda, birgina kishini yonida chaqirdim. Подписывайся yangi kanalimga TikTokda. Сейчас мы туда будем его мутить. Этот, ну, aytasim kelmaydi, конечно, тегі реклама етіп. Мен аңладым бір-біріне еще туғанлар. Как рекламу не хочу продвигать. Тегі раз TikTok'та ведь енді, если помните, давайте туғанлардың бір TikTok'ым ябық, екінші TikTok'қа керегіз дедім, бір кім кірмей. Шуларға мен мұны даже айтасым да келмейді. Ну, когда-нибудь, может, обнаружите меня в ТикТоке, в новом моем канале, и кому интересно, подпишитесь. Былай теге ялынған кебек баласым келмей, короче. Ялынасым да келмей, потому что, как говорится, кому интересно, кірегіз, не интересно, кірмегіз. Но бірінші ТикТокқа мен уже кірмеймін. Так что шулай. Так, вообще я криптан. Президентство это так, для души. Трамп. Ну, само собой, ике мәртәбә сынған бизнеста Трамп, онарға, как говорится, так скажем, білесіңбі, кешеде ақша көп болса, ол президент боласы келе, бүтін жерден башлық боласы келе, дүнияны башлық болырға может ол даже, білін. Бүтін дүнияны, как говорится, шундай нәфс, кешеде нәфс уяна шундай. Ну, конечно, как говорится, ему это президентство просто, это, так скажем, блядь, развлечение, блядь, нахуй, покомандовать, так скажем, блядь. Побороться, покомандовать, ну, грубо говоря, хуйней пострадать, блядь. И плюс еще, блядь, ладно, ему было бы лет, допустим, примерно как нам, да, 38, хуй с ним, а ему 78, блядь. Ну, инәңсігім, бар бетінде кит нахуй. Бар, башқа яшьләргә бир, блядь. Юк, нәфс, блядь, нахрен, не дает, блядь. Шулай ук Имамали Рахман, шулай ук, блядь, нахрен. Тукай, когда не молодой, Путин. Bütün kutlak başlar bile. Erdoğan'a gitmiş ekan, uşum gitti bir kuni işitip. Erdoğan taşşaqqa gitmiş. Gitmiş. Mana indi qarag'iz. Gitmiş. O itsikkan Erdoğan necha yaşta kelgani, блядь. Лет, наверное, 45, наверное, или 50 пришел во власть. Неcha yil уже утра. Ул нәрсәкә түгелме? Этот дегрот нахуй, как это, сука, который захватывает власть, блядь, unuttым шу сөзін, блядь. Ну, шундай ук нахуй, түгілма енді, блядь. Который вот Узбекистанда утырды Каримов. Такая же хуйня, блядь. Эрдоган такой же хуй, блядь. Гестапо, блядь. Такой же, блядь. Сейчас наблюдаю такой ажиотаж вокруг крипты, какой еще не было. Главный индикатор. Звонят знакомые, которые никогда не интересовались битком, даже когда он пробивал сотку, и спрашивают, как поучаствовать во всем этом трампобесии. Поэтому несколько советов. Во-первых, нет ничего хуже, чем покупать, потому что покупая все это всегда приводит к убыткам. Во-вторых, спешить некуда, впереди 4 года, команда Трампа только начинает великий криптопереход, и все самое интересное ждет нас впереди. Думаю, в отношении крипты Трамп еще неоднократно сменит гнев на милость и обратно, что будет неизбежно приводить безумным взлетам и падениям. Такой уж у нового президента США стиль ведения дел. Поэтому сейчас самое главное это не успеть купить, а сохранить кукуху и деньги. Они еще понадобятся. И в-третьих, подпишитесь на мой канал. Какой-то нахуй. Поскольку лучшего канала об инвестициях, короче, рекламирует свой канал. Нахуй его. Так что вот такая тема. Так. Идем дальше. Это так просто поверхностно, уж заходить в контакт не будем. Башкирия онлайн. Осторожно, жесткое видео. Школьник загорелся на крыше вагона. 17-летний подросток под Оренбургом загорелся на электричке или на чем-то, блядь, нахуй. Долбоеб по крышам электричек бегал, блядь, и ебануло его нахуй. 380, наверное, или сколько там нахуй. И все, сгорел на месте, блядь. Так что унижды яшлик, все, пепел. Это эти ебучие прыгунки какие-то, блядь. Обезьяны тупорылые. Ассалам алейкум. Салам алейкум, Дамир. Алейкум ассалам. Орыстың жартысы шоқынған басқа елдерден жиналған. Орыс қана түгіл бет енді мұнда, татар да шоқынған. Татар шоқынған мұнда. Мұнда бет ана
Тотар, бисмилля, бисмилля, деп хайуан ныряет возле креста. Да, так. Ну да, ну этот Невзоров. Радость, радость в Палестине. Короче говоря, что пишет? Ну, видосики там какие-то, как бы за троих там 1000 человек, что ли, поменяли палестинцев, что-то такое, да. Так, на одном из видео события 7 октября 23 года, о которых мир предпочел забыть. На других радость простых и мирных газовчан от возвращения Хамас. Этим людям ЕС направляет сейчас $120 миллионов денег европейских налогоплательщиков, в том числе и евреев. Ну, Невзоров, как мы поняли, еврей. Рахмат. Как мы поняли, еврей, и этот еврей, да, конечно, будет, как говорится, там вот такие подъебушные такие комментики, блядь, писать, как говорится. Ну, и мы умеем, как говорится, подъебывать. Аллах верса Башкортостан, Татарстан, когда независимость получит свою, иншаллах, мы, если когда-нибудь добьемся этого, мы также будем помогать обязательно всем мусульманским странам. Обязательно. И у нас позволяет и нефть, и золото, все у нас позволяет. Главное, во власти, как говорится, контроль будет жесткий, крыс нахуй будем сразу ликвидировать, коррупции, само собой, не будет. Поэтому пока мы терпим. Тут что? Ну, это 3 заложницы, короче. 3 заложницы, это 22, там 20 что-то, возраста говорили, там одной, короче, 2 пальца отрезали, блин. Что отрезали, зачем отрезали? О, Латиф Салям. Кому, зачем отрезали? Хз, короче. 3 заложницы встретились с мамами. Всех их похитили террористы 7 октября 2023 года. Одна из них лишилась 2 пальцев. Байден выступил с заявлением о том, что следующим шагом будет отстранение Хамаса от власти. И этот шаг, видимо, он доверит совершить Трампу. Вот этот момент я как бы комментировал уже в телеге сегодня. Как раз здесь тоже добавлю. Вот этот момент понравился мне. Следующим шагом будет отстранение Хамас от власти. Вот безде де Башкортостанда һәм Татарстанда шулай булырга тиеш. Следующим шагом в этом году, вот вместе давайте начнем вот с этим шагом, вот этим высказыванием насчет Хамаса. В этом году мы должны будем уничтожить Путина. В идеале к 80-летию Дня Победы 1945 года. К 9 мая мы должны уничтожить Москву. Вот наша задача. Понимаете? Уже, так, грубо, февраль, март, апрель. 3 ай калды. 100 дней до приказа. Жердакебек. Вот 100 дней, грубо говоря, осталось, блядь, у нас сформировать войска по 50 тысяч с каждого региона и расхуярить, как говорится, раскуташить, блядь, как говорится, Москву. Понимаете? Вот в этом, как говорится, будет у нас победа. Вот это будет счастье. Не то, что там вот эти троих выпустили, там у них, ого, счастье. Или там 1000 этих. У нас дохуя. Вся Башкортостан, Татарстан, Россия, блядь. У нас 150 миллионов, если уж на то пошло. Из них, конечно, 75, конечно, есть только. 75 нету, это так. 75 миллионов, как, короче, рабов, блядь. 75 миллионов рабов, блядь, нам надо освободить, понимаете? Какая задача у нас. А нам надо всего лишь собраться по 50 тысяч с каждого региона. Как говорится, ну, 150-200 тысяч нормально будет Москву, как говорится, трахнуть. Так, ладно, это вы, наверное, видели 1000 раз, смотреть не будем. Нахуй, радость у них, не радость, блядь. Само собой, блядь, нахуй. 1,5 года в заложниках посиди, блядь. Какая нахуй не радость будет? Конечно, радость, блядь, нахуй. Радость, конечно, блядь, нахуй. С тюрем, блядь, Алсынов или там кто-нибудь выйдет, там, Сиксян Башкорт оттуда выйдет. Конечно, радость будет. Такая же радость будет, блядь. Год, день, да, хоть один день в тюрьме, это уже радость, когда ты выходишь, блядь. Это пиздец, нахуй. Утармаган аңламин, блядь. Так. Ну, чуть-чуть послушаем, не знаю, этот рязанский митрополит, блядь, что-то опять надо, этот бурагозит.
Рязанский митрополит назвал антивоенно настроенных россиян поколением иждивенцев. Оказывается, это все, оказывается, уже не не релаканты уже, а иждивенцы, оказывается. Вот кто этот по съебкам дал, это иждивенцы. Так что имейте в виду, вам уже кликуху этот митрополит их не, блядь, дал конкретно, блядь. И вы иждивенцы, которые живете за счет ваших деревянных рублей. Так что вам клизма обеспечена, если вас поймают. Так что готовьте, как говорится, 5-ю точку. Крепчайте, как говорится, чтобы вас не шлепнули там дальше больше. Такое мнение митрополит Рязанский Михайловский Марк выразил 16 января во время рождественских парламентских встреч. Так что вот такая вот тема у него. Рахмат, Лиана, Рахмат, Зур Рахмат. Сигискиши зритель утра. Так, идем дальше. Просто по новостям идем, но пока какую-то речь толкать, пока я что-то дұрыс айтсам, Ильхам yok. Менде Ильхам yok. Ильхам болғанда ғана мен толкать буду речь. Пока не могу толкать, дұрыс айтсам. Кайфият ульді. Короче, бір-екі күн. Так. Идем дальше. Так, вот, годовщина баймакских беспорядков. Вот это интересное я сейчас закинул. Давайте почитаем. Я его не читал, чисто просто поверхностно. Какой-то Дюков, блядь, историк Дюков пишет какую-то хрень, не хрень, мы поймем, кто он такой, не знаю. Перекинул я это с этого какого-то ебаного сайта. Куштау Байрам или какая-то херня. Не Куштау Байрам, а вот опять есть еще один какой-то. Футляр для Курая, блядь. Футляр для Курая, имейте в виду, какой-то манкуртский сайт, блядь. Он, да, блядь, сукалар, блядь, закидывают новости, которые, блядь, противоречат нашей доктрине по уничтожению Москвы. Там какие-то пидоры рулят. Чуйка чует, наверное, сука, Рахимова, наверное, или опять этот хуй Руслан Валеев, или какой-нибудь, блядь, этот Ташак, блядь, с сережками, блядь, сука, как его, блядь, Станислав, блядь, этот сраный, фамилия Мурзагулов. Мурзагулов, блядь, Ташагин это Кызларкивок, блядь, Пятак. Так, ладно, не помню, Мурзагулов вроде бы, блядь. Ну, было у меня где-то видео на это. Так, вот, база о башкирских националистах от Рыбаря. Рыбарь кто такой? Хз, короче. Стоит отметить, что еще до тех событий прошлого года на определенных медиаплатформах в общественное восприятие активно внедрялся и сакрализировался образ Алсынова, как примерного семьянина, отца 4 детей, трудолюбивого человека и защитника башкирской культуры и природы, которого несправедливо преследуют местные власти. Главными рупорами такого нарратива стали интернет-издания Пруфы РФ. Вот этот сраный, Пруфы тоже говно, блядь. А также подконтрольным башкирским националистам и Габбасу телеграм-каналы. Причем тут нахуй Габбаса вообще? Пруфы вообще дерьмо, так что Пруфы Шанмагаз вообще говно, блядь. Издателем портала Пруфы РФ является племянница первого президента Башкир Рауфа Рахимова. Ой, блядь, мана исмадат, что, блядь. Рауфа Рахимова, вот эта овца ебаная. Об оппозиционной деятельности, которую мы пишем не первый год. Она информационно поддерживает башкирских экстремистов, включая Алсынова, а среди сотрудников издания значился и Руслан Габбасов. Кутаром поддерживает, Кутаром, блядь. Кутаром поддерживает, блядь. Рахимова, блядь, за что она топит? С курдыризма хоть нет, блядь? Пятакся, блядь. Урслар, блядь, бірге битулайта, блядь, нахуй. Урслар, блядь, бірге. Нахуй безге урслар, блядь. Мен оңнамын вообще. Так, декабрь 2024 год суд признал Рахимову виновной в дискредитации МВС РФ. Следом на нее было заведено еще одно административное дело. Бу Кузбуяма. Это просто нахрен. Это просто, блядь, типа, чуть-чуть не туда шагнула она, блядь, нахуй. А так она внутри. Так что, нахуй, сіләгігізні ағызып, нахуй, уламағыз. Ой, блядь, ол за независимость. Құттағым независимость, блядь. Һәр кеше үзіне яғына юрғанын тарта. Так, что там?
Судом Бургас Фекла, а главред издания злоупотребление свободной СМИ. Да и сама Рахимова через собственные социальные сети призывала жителей республики участвовать в инициационной акции 17 января 2024 года, переросшей в массовые беспорядки. За последние, кстати, женщина до сих пор не привлечена к ответственности. Она говорит, нәрсеге утырмый. Нәрсеге оны тығып қоймадылар, Алсыновтың тығып қойдылар, мұны тықмайлар нахуй. Чүнки потому что артта танкысы бар, танк яқшы. Понимаете? Урыс танкысы, өлмей тұрған танк, понимаете, блядь, нахуй. Теге йөрмәсә дә нахуй, тора ул тимердән эшләнгән бит. Вот танк, аны яхшы, понимаете? Яхшы суыра, апакай. Так. За последний, кстати, женщина до сих пор не привлечена к ответственности. Ага. Отдельно стоит отметить, что ближайший родственник Рауфа Рахимова, сын первого президента Башкирии, Урал Рахимов, находится в международном розыске по уголовным делам. Онсы да енді бір тасшақ мынада Австрияда екен, блин. Бір сөйлеген бит енді Габбасов, что что-то нахуй, онардан бір ярдам да yok, блядь, Уралдан, блядь. Бір айверін аңнағыз, блин, халық, короче, ишітігіз. Бойлар. Только иміп Башқұртстанны, сігіп Татарстанны да қоштылар. Әлі да олар ішіндегілер бар бит енді, олар да қошашырақ. Так что вы не думайте, что олар бізге ярдам берелер. Biz qora xoliq bo'lg'ash, biz только o'zimiz gina ishlarga tegish butun ömrni biladi. Bizga bir kim yordam bermaydi. Dunyoda bir kim bizga yordam bermaydi. Men уже anglab yetdim, mana shunarga mening kayfiyatim yo'q. Mana necha kundan beri men angladim, что boshqirt bilan tatar o'zi bosmasa, bizga bir kim yordam bermay ekan. Shuni angladingizmi, yo'qmi? И не надо манда все скидывать нахуй на Украину там, или там помощь Украине и так далее, которыми срабьет там, но нихуя, блядь, нахуй. Javob yo'q. Поэтому, исходя от этого, только o'zimizgina. Shunarga shulay oshum kela inaqda, bilasiz, mana shunday oshum kela, блядь, нахуй, nimaga mana bizni ishimizda shu bir junni mujiklar yo'qmikan deyman, который просто давай ayta, блядь, нахуй. Оружиеда topamiz, нахуй, butun Moskvani borib sigib qo'yamiz. Yo'q, qo'yasin, shu mujiklar qo'yasin, блядь. Men shuni anglamayman, блядь, нахуй, a. Narsaga sin, блядь, men shunday dunyoda yashayman, nахуй, a. Shu mujiklar yo'q, yo'q, твою мать, meni qirda, который Moskvani sigib qo'yta turgan mujiklar yo'q, блядь. Просто позор, блядь. Ух, блядь. Отдельно стоит отметить, что ближайший родственник Рауфа Рахимова, сын, Таша, понятно, в международном розыске по уголовным делам, связан с экономическим преступлением, однако его местоположение известно, он получил политическое убежище в Австрии, где на ворованные российские деньги обустроил миллиардный гостиничный бизнес. А недавно сначала появляется информация о том, что под контролем Урала Рахимова предприятия, вероятно, снабжают оружием ВСУ. Блять, нахуй. Хоть хуесую, блядь, нахуй, пусть делает, блядь, нам похуй, блядь. Мына, мен теге бір эфирларда aytganim, блядь, когда вот посмотрите независимость на ezginagina o'shuna ko'rina boshlasa naymi, o'sha ko'rina boshlaganda да хуя налетит, блядь, нахуй, как на говно мухи, нахуй, налетят Башқұртстан bilan Татарстанға, блядь, men olam, нахуй, quttag'imni tutsunlar, блядь, нахуй. Mana bizning bilan kurashmaganlar nahу bir narsa da olmaylar nahу. Әлі biz әлі ozoqatli kurashabizmikan, yo'qmikan, Alloh biladi. С таким контингентом нахуй, который лапаухи, лапшалар bilan наху biz nish kurashaga tegishmiz nahу, блядь. Mengina boriga tegish to'li, блядь. Gabbasovni tutib, блядь, jetaklab, давай, брат, ikkov ketdik nahуй, Moskvani sigirgan nahу. И все. И блядь, мында bir kishi, ikki kishi, блядь, Кашапов на хуй с ним возьмем, блядь, этого нахуй старика, блядь. И чё мы, блядь, втроем куда-то пойдем, блядь? К кому нахуй? Мы, блядь, нахуй отсюда, как говорится, выйдем, уже нас ёбнут нахуй, как говорится, снайпер. Вы чё, блядь? Поэтому бізге минимум 50 мың киши керек. 50 мың. Минимум. Чтоб, блядь, нахрен до Москвы дойти. Кто-то хотя бы должен там живой остаться, чтобы, блядь, Путина найти, памперс напялить, блядь. Как говорится, мою мечту, как говорится, сделать, блядь, понимаете, блядь? Мечта, блядь, я хочу, блядь, чтобы Путин памперс тагирсун, блядь, понимаете, блядь? Памперс кидіріп қоясың келе шуны, нахуй, күтіне нахуй. Ай, блядь. Так, ладно, внутрь, тут откуда это взято, не знаю, Рыбар.ру, блядь. Что за... Давайте зайдем внутрь, может я не все дочитал, давайте на сайт туда, меня зовет туда.
И что он пишет, блядь? 17 января, свежак, блядь, свежак. Вот новости есть, что можете почитать, блин. Свежак. Год назад, 17 января 2024 года, в центре внимания российского общества оказался небольшой городок Башкирии Баймак. В его провинциальной обспокоенной жизни внезапно появился массовый беспорядок, насилие в отношении представителей власти и десятки фигурантов уголовных дел. Баймакские события будоражили как саму республику, так и всю Россию. В этом материале вспоминаем, что стало причиной беспорядка, анализируем произошедшие события, какие выводы можно из них извлечь, а также рассказываем, как с ним связана Турция. Реально, Турция это нахуй тут вообще приписали, блядь, и фото такое, и Турция, блядь, что-то я не могу понять, нахуй. Что произошло 17 января? Ну, давайте, интересно, почитаем этого хуя, блядь, какого-то, кто это пишет, блин. Сейчас. Просто по новостям идем, но пока какую-то речь толкать. Расскажите за пожалуйста. Мурзагулова? За Мурзагулова это с сережками, что ли? За Мурзагулова рассказать? Да, Мурзагулова я... за Мурзагулова? Ну, бля. Ну, Мурзагулов, на битен, выставлял, битен, Брыкин, куда-то даже, что-то выставлял же. Мурзагулов это из той категории, блядь, навальнистов. Вот из той категории людей, блин. Он, блин, как говорится, утр ташаргада тугл, блин, он хайван, блин. У хайван, блин. Ну, я ей рассказывал из той категории, которые... Я даже писал, я не помню опять одну фамилию. Так, Мурзагулов. Валеев. Мурзагулов. Руслан Валеев. И Фарида Курбангалеева. Мына олар бүтүнүсү урыс белән бергә безне Башкортстанны, Татарстанны корырга уйлыйлар. Мына шунардан соң уже аңларга можно. Урыс белән корылган дәүләт, ул дәүләт түгел. И вот эти украинцы, которые мне писали в том ТикТоке, я уже в том ТикТоке не сижу нахуй, которые меня посылали РДК, блядь. Какой нахуй РДК? Рота Сибирь, РДК, блядь. Әллә нәрсә кей тагын, блядь, нахуй. Нет, туганлар. Урыс белән бер кая сугышка барып булмый, аңлагыз аны, блядь. Аңлагыз, блядь. Сез урысны үтерергә, урыс белән керергә уйлыйсыз менә, блядь. Видишь, как можно, блядь, нахуй? Как это можно вообще? Это вот прикиньте, вот вы в Палестине. Представьте, давайте, просто в Палестине. И вы каких-то там Фейгинов нашли, там Соловьевых, евреев нашли, и идете с палестинцами против евреев. С этими Фейгинами и Соловьевыми. Представили? Как вам? Можно идти так? Как вы будете идти вот так? Охуенно, да? Представили? Я даже такую мысль не привожу даже. То, что в любой момент они нас могут кинуть. Это даже я не говорю. До этого даже доводить не хочу я даже. Говорить, чтобы об этом. Ну, примерно. Мысль у вас такая, может, возникает сразу. Урыс, блядь, даже тренировки проводить нельзя. Какой нахуй, блядь? Вы как, блядь, хотите идти на Москву с узкожопами, блядь? У меня вообще мыслей нету, блядь. Это то же самое, блядь. Чеченец пошел бы с узкожопами, блядь, на Москву. Которых с 30 лет тому назад долбила, как говорится, Москва. Вот примерно так. Да. Ну, он ездит в Украину, рассказывает всю правду. Ну, понятно. Понятно. Ну, дам я вам сравнение. Я несколько раз уже говорил. Если Руслан Габбасов, блин, Мурзагуловна и Кисена дебатан курсагес, что он там говорил? Если я даже Габбасовым не общался, он тоже высокомерно бит, и на меня нахуй, как говорится, не признаю, так скажем. Если он меня не признает, я его тоже не признаю. Исходя от этого, я его когда слушал, и этих двух долбоебов, блядь, грубо говоря, да, оказался тот пидорасом конкретно. Вы еще раз пересмотрите с Габбасовым и Мурзагуловым, блядь. О чем речь толкает он, блядь? Ублюдок этот, блядь, с сережками, блядь. Габбасов, блядь, чмокало ташлада, блядь, нахуй. Зачмырил он, блядь, там его, блядь. Понимаете, блядь? Кешриге сойламады. А Габбасов койтара алмады, блядь, онарга. Мин болсам, нахуй, сигип ташларым ол Мурзагуловны, нахуй. Миннен да гәүдәле болса да, нахуй. Гәүдәсенә кутагым, блядь. Понимаете? Надо же
Если sen bu yo'lga turasan ekan, sen bit kutinga javob berega tiyishsin, блядь. Aytgan so'zingga javob berega tiyishsin. Men shulay deb o'ylayman, блядь. Если sen дебатируешь каким-то пидором, который топит с узкожопами, блядь, как ты можешь, блядь, нахуй фору давать, блядь? В таком моменте фору не даешь, блядь, до конца идешь, блядь. Sigib tegini og'zidan нахуй, og'zidan qon ketguncha sigirga kerak, нахуй. To'xtamasga, блядь, ondaylarni, блядь. То же самое, что Моргенштерн, блядь, ебан, блядь, Мурзагулов, блядь. Потом, да хуя андайлар, блядь. Башкортстаннан просто bilib bitmay butunsin, блядь, нахуй. Вы думаете, что, топкана? Земфира та же, блядь. Башкортстаннан, блядь, если там на то пошло, блядь. А Татарстаннан, блядь, Тямаев. Чё, Фирдюс Тямаев, да такой ублюдок, нахуй, который помогает, блядь, чтобы татарлар дохли там, блядь, на войне. Yok aytarga, туганлар, мен мына, этот, татар, блядь, мишар, у битин, мен мишар деп, нахуй, ақыра битин өзіне, Нурлаттан, ташшақ, блядь, ушул Тямаев, блядь. И aytarga тиеш битинде, малайлар, суғышқа бармағыз, құлағына шыпыртқана айт битинде, yok, ул, блядь, жырлаған оқшаларын алып барады, как бы ул аларга садақа қыла. Ул садақа түгел, нахуй. Ул жаханнамга алып барган кебек. Жаханнамга үзенә садақа ясый, ул ташшак, блядь, Тямаев, блядь. И тегеләрне дә жаханнамга тыга. Jannat ahillari deganda bunda kelib chiqmaydi jannat ahillari. Bu jahannam kishilari. Жаханнам кишилары, они вот такие методы делают, чтобы понравиться царю, Путину. Они все могут там подарки вести, там, вот как это, если помните, в Питере танцевали, Киркоровы все танцевали, а потом на Донбассе или там где-то там потом уже отплясывали. За то, что косякнулись, и поехала, блядь, Билан, Киркоровы, все вот это, голая вечеринка, блядь. Что они делали? Вот это и есть, блин, так скажем, опущение ниже плинтуса, блядь. А Тямаев думает, блядь, нахуй, без Киргач он будет, нахуй, тоже ходить петь, что ли? Кутагом, нахуй. Тямаев на бренче тут сыгам, нахуй. Элвин Грей вспомнил, блядь. Элвин Бурундук надо сыграть полностью, блядь. Таких ублюдков, блядь, нахуй. Которые именно вот насчет Фаиля, блядь. Ублюдок, в прошлом году он заради Хабирова стал и в Инстаграме написал, блядь, против Фаиля. Я в тот раз тоже говорил об этом. Типа, Фаиль, блядь, если ты накосячил, давай, типа, хуль ты выебываешься, дидову, блядь. Элвин Грей, блядь. На меня алып, блядь. Хабиров на ягон алып, блядь. Хайван. Поэтому, туганлар, вы әзгенә булса да начните различать. Вот как братан мне, Номат мне говорит, этим манкуртам надо глаза открывать. Ну, айтам бит, мына бүгін менде илхам келмей тұрды, блядь. Мына дұрысын айтсам, шығасым келмеді, блядь, нахуй. Эфирге шығасым келмеді. Но мен шығарға тиіш ем, ертерек шығарға тиіш ем. Ну, не мог, блядь, нахуй. Просто, блядь, сізге нәрсе сөйләргә білмеймін, блядь. Білесіз, мына мен шундай нәрсеге, блядь, так скажем, опустошен, блядь, что вам уже говори, не говори, вам нихуя не доходит, блядь, нахуй. Барасыз да гулясыз. Мен туйдым уже, блядь, нахуй, мына шундай халықтан, блядь. Нахуя өлелер екен, блядь. Мен аңламайм, блядь. Ну, ақша үшін бетінде шоқынып өліп болмай беді енді, блядь. Үйде де бетінде ақшаны тауып бола бетінде, блядь. Мен аңламайм, блядь. Давайте дочитаем уж, что произошло 17 января. Еске алып, так скажем, прошлый год. 24 ел. Этот день Баймакский районный суд признал Фаиля Алсынова виновным в преступлении по делу о возбуждении ненависти либо вражд. Он был приговорен к 4 годам лишения свободы о колонии общего режима. К этому моменту у здания суда собралось около 4000 человек, так или иначе чувствовавших Алсынова, сочувствующих. До оглашения приговора были целенаправленно блокированы ворота, выезд для конвоя, а уже после представители правопорядка обратились к толпе с просьбой разойтись. Однако в ответ правоохранители полетели комья снега и льда. Блять, кем yazgan mana, что за нахуй какие-то слова странные. Адвокаты и другие публичные сторонники Алсынова попыток остановить это действие не предпринимали.
когда отдельные лица начали срывать с сотрудников полиции шлемы и щиты, валить их на землю и избивать, правоохранители применили дубинки и следующий газ. Как следствие, проработал эффект толпы. Акция у здания суда переросла в массовые беспорядки, в результате по которым были задержаны десятки человек. Вот этот абзац давайте вот обсудим. Я постоянно это, может, как-то поверхностно обсуждал. Вот давайте вот глубоко к этому абзацу подойдем. Мана Карагос, Башкортостан, Татарстан. И сразу вспоминаем Болотную площадь. Болотная площадь 2000, не помню какого года, блядь. То ли 7-го, то ли хуй его, блядь. Или какого года, блядь, или 12-го года. Не помню, короче, Болотная площадь. Кстати, он тогда бір татар студентлар бар ішінде. И вот, прикиньте, 12-го года. Ярар, рахмат. Да, насчет Украины я потом тебе отвечу. Сейчас отвечу. И вот получается, вот этот момент толпы, да ведь? Зачем они вообще начали, блядь, с ментами, вопрос это возникает. Мен Башкортостанда была тұрып, меня үзіме сұрау келіп шыға, үзіме, сізді, вот задумайтесь просто. Нахрена они на это пошли? Теперь ответ. Допустим, они на это пошли. После этого что, они думали, Алсынова этот выпустят, а их самих не закроют? Это раз. Икенчisi, шуны башлагач бит инде, нинди уй барые, аны коткарырга или республиканы мустакиллигин алырга? Независимость. Независимость Башкортостана диктовалась у них в голове? Или что? Тупизм. Да ведь? Ответа нет. Третье. Они это сделали. Потом пошли по домам их искать. А как они искали по домам, если их, как говорится, блядь, было 4000, блядь? Понимаете, как это происходило? Значит, гребли всех подряд. Гребли всех подряд, блядь. Просто гребли всех подряд. Там никого нельзя запечатлеть, что там кто-то был, блядь. Там хуй поймешь на фотках, кого ты там узнаешь, блядь. Понимаете смысл? И каждого из 4000 выцепить, из них только 80, это удивительный халь. Это явная, блядь, лживая нахуй вот эта система. Забрали, кого попало, блядь. Вообще, не при делах кишилер утра хазыранда. Сіз башкортларга, татарларга, шул Башкортостандагыларга, Татарстанлатна ни при чем здесь. Башкортостандагыларга, вам не доходит это, что гаепсиз кишилер утралар. Гаебе юк аларны, берсене де гаебе юк. Шунардан соң сіз нинди йөрәклесез? Сездә йөрәк бармы ул? Сездә вообще йөрәк бармы ул? Аларны ничә баласы утыра, ничә балалы кешеләр утыра. Беләсезме? Күргәнегез бармы вообще? Вот это я просто хуею, блядь, от этого, блядь. Они сидят ни за что, блядь. Ладно, Алсынова 4, а другим же по 5,5 дали. Другим, блядь, 5,5. Какого хуя, почему другим больше, блядь? И еще одну вещь я хочу прям тығып қойырам нашында раз и навсегда. Алсыновна за независимость Башкортостана не надо приплюсовывать. За независимость вот сколько я знаю, он не топил. Куштау байрамнан шыққан кіші, Куштау байрамны нәрсәдір күтінен йөргән кіші, независимостьны мында кыстырмагыз вообще, блядь. Вы определитесь уже, блядь, нахуй. Если вы его хотите приподнять, не так приподнимает людей, блядь. Не так, блядь. Людей надо приподнимать, вытаскивать с тюрем. Мына, допустим, біз независимостьқа кіреміз Башқұртстанға, һәм Татарстанға. Алсыновна, мен, как всегда говорю, зинданларны ашқаш, түрмелерны ашқаш, сразу выпускать будем Алсынова. Допустим. Мына потом, когда мы победим Москву, можно его, как говорится, поставить на 3 года нашим президентом. Но в парламент брать не будем. В парламент брать не будем. 3 года президентом он может отпахать.
Почему? Обосновываю. Потому что изначально за независимость у него топки не было. А доказательства к этому я скажу. Есіңізде болса, Ильдар Юмагулов, Куттак Башбыр, обыкаебыз bizны, Казахстан, который съебался. Че он пиздел? Он все, блядь, подноготную нахуй рассказал нам, блядь. И проебался, долбоеб. Я ему даже в комментариях писал, блядь, я говорю, ты дохуя что-то пиздишь, блядь, конечно, но біздің yoqqa өт деп мен 100 жаздым анарға, блядь. Құттағым жауап берген жоқ, блядь. Сөйледі да сөйледі, тігі лығырды қоршық қыбық нахуй. Сөйлей нахуй и юғалды, блядь, нахуй. Или оны сіктілер, или үтірділер, білмеймін нәрсе болды анарға, блядь. В итоге, шунда ол нәрсе деді Ильдар Юмагулов. Ол айтты, блядь, Алсынов вообще, блядь, за гору топил, блядь, не при делах. Вообще там начал он это, да, хуя, что он рассказал, если забылся. И вообще его канал есть, нет, блядь, чтобы еще раз посмотреть, конечно. И вот после этого Алсыновна приплюсовывать или там подымать его, возвышать, блядь, нахуй, я думаю, не стоит. Во-первых, нәрсеге. Потому что қазір зинданда отыра, сіз көбірек геморрой көтіне ясайсыз. За независимость деп мына яза башлылар. Да хуя мен урысларның нәрселерін оқыдым, блядь. Особенно Руслан Валеевнікін. Су қойып сөйледі нахуй. Руслан Валеев. Ташшак, блядь, нахуй. Мынада Германиядағы. Не хуй, блядь, кішіні, блядь, отырған кішіні әйтірге онардан бойына, как у нас өзбеклерде айтылар, емеген сомсаны, блядь, едревсілер, жәләплер. Не хуй, блядь, нахуй, сувать ему нахуй то, что он не делал, блядь. Топил он за Куштау, топил он с узкожопами. Он не хотел, блядь, нахуй, против, нахуй, узких, блядь. Поймите, не хотел. Он, блядь, нахуй, когда говорил Карахалок и там эти туда, эти сюда, нахуй, он не имел в виду, нахуй, там, что он хочет избавиться от людей, ото всех, нахуй, и, понимаешь ли, сам хозяином стать Башкортостана. У него не было этих мыслей. Не надо, нахуй, на него наплетать, нахуй. Хуйню какую-то, блядь, нахуй. Понимаете смысл? Мен 3 жылдан бері оны сразу, мен сізге башынан нәрсеке, когда его вязали, так скажем, я говорил, блядь, за Куштау, нахуй, не за родину, нахуй, за независимость, за Куштау топил и сел, блядь, нахуя. Нахуй эта гора ему нужна была, долбоёб, блядь. Нет, съебаться, а? Уёк утра, блядь. Кемге сен нәрсе доказываешь? Во-первых. Кемге доказываешь? Вот меня вот это, блядь, бесит, блядь, людей, которые кому-то что-то доказывают. Навальный кому что доказал? Урус болса да. А у нас сигим нахуй. Кому он что доказал? Никому он ничего не доказывал, блядь. Поэтому вы должны понимать, туганлар, что вот эта вся хрень, которая по тупой голове, если когда вы делаете какие-то тупые вещи, блядь, вы оконцовку имейте, оконцовку, блядь, для чего это вы делаете? Надеюсь, примерно я развеял эти моменты, блядь, чтобы вы понимали, что Алсыновна, Пунина, нәрселер осмағыз, блядь. Так и так утра, блядь. И не надо его нахуй подымать, спускать, подымать, не надо его нахрен. За Куштау топил. С узкими вместе, блядь. Как есть говорите, нахуй. Против узких он не топил. А вот Габасов против узких вроде топит, но в то же время тоже не топит. Непонятно нахуй. Не узены сулямим, да. Поэтому сейчас просто запись закину. Ой, блядь, как... Идем дальше. Как разворачивались события дальше? На этом фоне резко активизировались прокуратурские медиаресурсы, призывая жителей Башкирии начать бессрочную акцию неповиновения властям. Так экстремист и убийца Руслан Габасов, иноагент, открыто сотрудничающий в СБУ на подконтрольных телеграм-каналах, открыто призывал к расправе над сотрудниками правопорядка и суда, а также над представителями власти. Он же требовал не допустить транспортировку Алсынова из здания суда в колонию всеми силами. Уму непостижимо. Вот эту хуйню я первый раз читаю, блядь, вот при вас.
Бу вообще какая-то хуйня, блядь. Руслан Габасов, он да вообще при чем нахуй? Вообще хуей, блядь, нахуй. Понимаете, Куттак Башларда я одну вещь понял, блядь, нахрен. Вот у Лукашки, у Лукашки, блядь, вот пример приведу, вообще Беларусь нахрен. У Лукашенко то же самое, нахуй. Мания какая-то, нахуй, преследование, блядь, нахуй. Лукашка там нахуй, чик-чирык, нахуй, все, обвинили нахуй. Понимаете, просто прикольнул чик-чирык нахуй. Пришлось ему нахуй, чик-чирыку нахуй съебаться, блядь. Съебался чик-чирык, блядь. Понимаете, вот вообще, блядь, не при делах, блядь, понимаете? Или там тот, который пропел, блядь, я узкий, песню, блядь, тоже чик-чирык нахуй съебался тоже. Из такой же системы, понимаете? Поэтому, исходя от этого, вы понимаете, что, блядь, не нужно, блядь, нахуй, вешать на Габасов какую-то хуйню, блядь. На Габасов можно только одну вещь только сказать, блядь. И вот это точно я могу сказать, блядь. Нехуй Габасов, Габасов, ну-ка сейчас запись наключу. Габасов, если мені когда-нибудь ишітсең, Габасов, кешегә, малайларга әйтмә нахуй, стенага язып йөрергә. Башкортстан алга, Башкортстан азат булачак дип, моны эшләмә, блядь. Моны эшләттермә вообще, моны эшләттермә. Моны аны эшләгәнне эләктең син. Анарга мен точно мен кешеләр бар, миңа сөйләп биргән кешеләр бар, малайлар бар. Так что аны эшләттермә. Мин берсегезне дә чакырмыйм андый хуйтага, блядь, нахуй. Мин сезне сразу автомат тотырга гына чакырам. 30-дан 50-гә хәтле. И анда түгел, эштә түгел. Эштә мин сезгә бер революция ясарга дигәнем юк, бер нәрсә дигәнем юк, нахуй. Алсына кебек куштау тау артына йөрмәгез. Сез еще знаете что? Начните тогда вот сейчас Алсынов куштау, тау эшләде бит инде. Сез нәрсәгә чыгыз? Лес. Не рубите лес на тайге, дип чыгыгыз нахуй. И тоже сядьте нахуй на летом. Не тупите, блядь, туганлар. Андый хуйта белән йөрмәгез нахуй. Это лес там. Так что этот Габасов тут ни при чем. Я что хочу сказать, да ведь? Габасов нәрсә сөйләгән булса да нахуй, как говорится, он ни при чем. Алсынов сам, как говорится, накосячил нахуй. Үзе кутак чайнаган анда, блядь, нахуй. Этот кара халык, мара халык нахуй. Причем тут Габасов, блядь, вообще нахуй. Че он тиленә тоткан, что ли, Габасов? Сөйлә менә дип нахуй. Эй, блядь. Так, идем, вот, другой вот Ташак, вот про него, вот как раз вот сейчас дойдем до него. Этот, кая киттің әлі сен? Мында ма? Сеңа жауап берем. Ильян Кук. Или сдали. Вот как раз вот. Другой иноагент. Ростислав екен, вот Ташак на исеме, блядь, нашел, блядь, с исемда бар енді шул Ростиславны, блядь, нахрен. Исем нәрсә? Башкорт исеме Ростислав, блядь. Мурзагулов. Главное, Мурзагулов, но исеме Ростислав. Вот Ташак Сережка, что за уёбок, где он родился? Ростиславом стал, блядь, а? Сука, блядь. Почему он, блядь, там Рафаэль тугель, блядь, или какой-нибудь там Руслан тугель, yok, Ростислав, блядь. Башкортный исеме Ростислав, блядь. Расти, слава, блядь. Слава, расти, блядь. Ай, блядь, слеза. Я являющийся ненацистским украинским военкором, ой, блядь, являющийся ненацистским украинским военкором. Неонацистским украинским военкором кинул, блядь, еще. Нихуя себе, нахуй, возвышили его, блядь. Ника, ты его не знаешь, этого Мурзагулова? Случайно, ты же в этой компании там ходишь. Являешься неонацистским украинским военкором, оказывается, этот Ростислав Мурзагулов. Охуеть его, как возвысили, блядь. Кутакбашул. Из Европы распространял нарративы о необходимости поддержки протестующих и противодействия властям. Ростислав, который сидит нахуй, на хуй знает с каких стульях, блядь, нахуй, ублюдок, блядь. Башкортстанга. Б деген, блядь, харифын даже ул әйтергә тиеш түгел, нахуй. Мурзагулов, нахуй, Башкортстанга, нахуй, без керә торган булсак, ул кермәячәк, нахуй. Гомердә керми ул, нахуй. Гомердә анарга паспорт та бирмәбез ул Мурзагуловка, нахуй. Ул пидорас, пока тәүбә кылмый, пока бездән кичерем сорамый, нахуй, кермәячәк Башкортстанга. Потому что ул урыслар белән йөргән, этсеккән Ростислав.
И то вряд ли он кешеремеда bizga kerakmas bularga, может, bizga нахуй керек ондайлар, блядь, bizga вообще, которые, блядь, с узкожопами, блядь, нахуй наравне и как-то, блядь, и еще тот эфир всегда я вспоминаю, блядь, когда он изгалялся над Габбасовым, а Габбасов промолчал, блядь, аузын оттащил, блядь. Так, ко всем народам России обратился певец Алтынай Валитов. Ой, блядь, петух, нахуй, Алтынай, блядь. О, Кутакбашна, блядь, нахуй. Сколько я ему писал, уебок, нахуй, ни разу не ответил, блядь. Тоже высокомерная овца ебаная, нахуй. Я никогда не думал, что Башкортостан высокомерная была. Я хуею, блядь. Что-то у меня семья, наверное, что-то не такая, нахуй. Блядь, оказывается, башкортларда высокомерные. Что-то, блядь, поражаюсь, нахуй. Это не гордость, а высокомерие. И гордость, блядь, үзегізні теге хаяландырып йөрмәгез, нахуй. Высокомерие это, нахуй. Ныне проживающий в США, объявив конец многонациональной страны и призвав граждан всей страны выходить на акции неповиновения. Опять уебок. Коя шығырға, блядь, коя шығырға. Этсіккен, Алтынай, өзің қошып кетіп, коя шығырға улейсің, нахуй. Халықны шығарға улейсің. Так и так бит енді, бүтін халық үле, блядь, суғышта, блядь, коя шығырға, блядь. Если siz Мәскәүгә минем белән менә бармыйсыз икән, не хуй чыгып йөрмәгез, нахуй. Өйдә утырыгыз, блядь. Коя шығырға, блядь, мен коя, менә сез чыгып нәрсә добьетесь? У вас цели-то нет. Цель, если у вас не Москва, не вылазьте нахуй, блядь. Юрган астында ятыгыз нахуй, чыкмагыз вообще, блядь. Yüz әйттем бит инде, сугышка да бармагыз. У вас цель не Москва. Вы же манкурты, у вас не может быть цель Москва, вы трусы. У вас нет цели Москва, блядь. Если у вас цель Москва, вот как у меня, блядь, кушалыңыз, келегіз, мына мені қырға келегіз. Мына мында келегіз, Францияға келегіз. Будем разговаривать. Я вам, блядь, буду, как говорится, читать нахуй, нотации нахуй, день и ночь нахуй. Чтобы вас вправлять мозги вам нахуй. Каждому, блядь, по шагу, блядь. К тому же, призывали член запрещенной экстремистской секты Нурджулар Руслан Сулейман. Канада. Нурджулар. Руслан Сулейман, Канада. Секта, экстремистская секта. Канада. Это удивительный халь, блядь, нахрен. Руслан Сулейман, блядь, мне суляшкан бар. Нормальный киши. Никакая секта, нахуй. О какой секте, блядь, они пишут, блядь. Это что за нахуй вообще? Что я читаю, я не могу понять. Но это, ну, короче, я нашел там. Вот как раз-таки этот портфель Курая, блядь, или что я, откуда я его вытащил, блядь? Это нахуй, Рибар это пишет, вот, Рибар.ру, блядь, гниды ебаные, значит, какие-то. Понятно. Короче, Руслан Сулейман, нормальный кише. Вы, как говорится, не путайте нахуй с этим Русланом Валеевым. Вот Руслан Валеев говно нахуй, чистейший, блядь, это цыкянский. Член ЛГБТ сообщества Айгуль Лион. Член ЛГБТ сообщества Айгуль Лион, Канада. Айгуль Лион ЛГБТ. Я за нас сыграл. Айгуль Лион, что, блядь, лесбиянка, что ли, нахуй? Вот ебанутые люди, блядь. Айгуль Лион тоже шап хотан, блядь. Сколько башкортларның ішінде бірәр шундай шап хотан шықты ма? Куттағым, нахуй. Нормальный. Айгуль Лион, молодец. Мен оны, как говорится, кулым, алға. Иммигрант и неформальный лидер салафитов в Башкирии Ишмурат Хайбуллин и другие. Ишмурат Хайбуллин вообще yazarlar. Ишмурат Хайбуллин мына мында ғана әлі, мен әлі барғанда жоқ ана қырына. Ишмурат Хайбуллин кебек кешіні тобырға керек әлі сізге, блядь. Этсіккенлер, блядь. Кто это писал, я не знаю. Ишмурат Хайбуллин, это он, иншаллах, когда у нас будет независимость Башкортостана, он будет рулить всем медресе, мәчетлер белән он будет рулить по Башкортостану, Алла берсе. Главное, Тревелсон, как говорится. Он будет все разруливать. Мы его поставим, иншаллах. Ишмурат Хазрат тысячи раз, даже миллионкратно лучше, чем этот хуй Биргалин, который сейчас. Айнур Биргалин. Ташшак, блядь. И Камиль Самигуллин, блядь. Это манкурты все сраные.
К зданию суда были стянуты дополнительные силы полиции, а к протестующим с просьбой разойтись обратился отец Алсынова. К вечеру толпа разошлась, после чего началась работа правоохранительной в рамках оперативно-розыскной деятельности. Что предшествовало событиям в Баймаке? 22 мая 2020 года суд признал башкирскую общественную организацию «Башкорт», руководителем организатором которой был Алсынов, экстремистской, и запретил ее деятельность. Члены БО Башкорта не просто организовывали и участвовали в различных конфликтных ситуациях в Башкирии. Главной целью они ставили изменение конституционного строя, демонстративный показ превосходства одной из наций над другой и дальнейшее отделение республики от России. Это и члены БО Башкорта, если это вот эта тема правда, как говорится, значит, получается, здесь дальнейшее отделение республики от России. И этот ихний лозунг макян, или к ним еще приплюсовывают это тоже непонятная тема. Однако, сейчас вот эту тему вырубим. Стрим, блять, сейчас. Так. Сейчас запишу просто. Так, 100 киши утра нәрсәкәдә ютубта, и тиктокта 8 кеше, и 3 кеше. Караучы 8, 3 кеше утра. Рахмат. Мен көтмәгән идем, что воскресенье көнне шулай утра 100 кеше ютубта. Удивительно. Марҗалар утра, наверное. Безнекеләр бармы ул? Безнекеләр булса языштырып торыгыз әле нәрсәкәй, пожалуйста. Бу пәтәксәләрне теге авызын сигеп торыгыз. Аунамасыннар. Юк, туганнар, вы Лиан Кук, нәрсәкәй, синем Лиана Мурзагуловна Украина барганына ышанма. Әйе, мы его увидели, видос увидели, то да, он съездил, все сделал, ну молодец, да, но, как тебе сказать, инда? Ул хочет, как говорится, он чувствует, что Башкортостан и Татарстан все равно независимость какие-то. И ул хәзер үзене арбасын тыгып алырга уйлый хәзер. Шу киткән поездга эләгергә уйлый инде Мурзагулов. Но его цель вместе с узкожопами. Вот это мы должны научиться различать. Вот это мы должны научиться различать. Кто с узкожопами вместе ведет дорогу, а кто отдельно. Вот это, если вы научитесь различать, то мы точно, как говорится, в этот раз не оплошаем. Как раньше деды. Понимаете? Урыс белән һич качан, как у нас говорят, урыс дустың булса, яныңда ян балтаң булсын. Вот балта белән башың гына чабырга нахуй аны. Понимаете? Так что урыс кырга якынлаштырырга түгел. Урыс безнең дошман. Шуны аңлагыз, блядь. Безнең дошман. Украин безгә дошман түгел, урыс безгә дошман. Надеюсь, объяснил. Мин татар. Мин метис. Син татар кайдан син? Син мине ютубым бармы синдә, юкмы? Номад йоклап китте, что ли? Уфаданмы? Мин дә Уфадан да инде. Нәрсәкәй, мына хәл кирегә мушсың, как раз мына анда кирип, мына у пәтәксәләр белән языш әле кирип, урыслар белән. Нәрсәкәй, Башкортстан 2024, 2024. Шу каналда хәзер мин. Башкортстан 2024. Башкортстан 2024. Как раз язылып куй. Рәхмәт сиңа. Так, дальше идем. Так, мы поняли, получается...
Ща, мы поняли, получается, отделение, дальнейшее отделение республик от России. Окей, это уже нравится. Однако свою деструктивную деятельность организация продолжила и после запрета, что проявлялось в различных сходах ИИНа, пикетах и митингах. Особую угрозу для государства националисты приобрели после начала СВО. Так, во время частичной мобилизации Алсынов выступал перед башкирами со словами о том, что государство устраивает геноцид башкирского народа, бросая самых сильных и умных башкир в огонь. Также он обращался к местным и с просьбой не отправлять своих детей на чужую войну. Это когда он говорил, я не понял. В прошлом году говорил? Аналогичные тезисы продвигали и проукраинские силы. Например, министр обороны Украины Алексей Резник обратился к народу, обвинив Россию в ограблении башкирских земель, а также призвал башкир не участвовать в СВО. Одновременно с этим заместитель Алсынова по организации Габбасов, бежавший в Литву. Заместитель Алсынова по организации Габбасов? Что за хуйня, блин? Бежавший в Литву развернул открытую агрессивную риторику против российской государственности. На ресурсах БАО «Башкирт» речь теперь шла об отделении Башкирии от РФ, линчевании действующих властей, правоохранителей, судей и общественников, не согласных с такой постановкой вопроса. Что-то хуйня какая-то. Габбасов же сам сказал, что он вообще не при делах, блядь. Он Алсынова как бы не знал. Что за хуйня? Это Ким Йон Замана, блядь. Ладно, почитаем дальше. Это пиздец. Узкожопые как перевернули. Видите как? Продолжая полевую идеологическую работу в районе Башкирского Зауралья, имеющего проблемы экологического характера, Алсынов тем временем наращивал агрессию в своих выступлениях, делая упор на противоречиях в межнациональных отношениях. Он продолжил спекулировать на теме башкирской земли, которая зачастую находит отклик со стороны простых сельских жителей. Ярким примером являются экологические сходы населения, прошедшие в 2023 году в деревне Ишмурзино из Тимясева Баймакского района. Примерно я одну фишку тут понимать начал. Ну, может, я это давно понял, конечно. Вот после вот этого абзаца я понимаю одну тему. Это алсыновская фишка. То, что типа гора туда-сюда, короче, это как бы они поймали, как говорится, шумиху с этой содой. Поймали, как говорится, так скажем, вайп нахуй. Или как это называется? Хайп, блядь. Поймали хайп. И понеслось. Но развитие дальше они не додумали. Если такую тему ты уже начинаешь, надо было на Москву гнать, блядь, тему, а не внутри хуйней маяться, блядь. Вот их не косяк, блядь. Надеюсь, конечно, мы его вытащим, он уже по-другому будет думать. Иншаллах. То, что у него этот мысли почему-то на Москву не шло у него что-то. На одном из сходов 23 апреля 2023 года он буквально заявил, что башкирский народ и его земли в России уничтожаются веками, но башкиры из республики не уедут, напротив, русские уедут в свою Рязань, татары уедут в свой Татарстан, а чурки уедут к себе. В конечном счете за разжигание межнациональной розни на Алсынова было заведено уголовное дело, приговор по которому и был вынесен 17 января 2024 года. Но я вам скажу одну еще мысль. Вот это его выступление, да, это не было. Руща, пожалуйста. Как канал YouTube называется? Башкортостан 2024. 2024. Башкортостан 2024. Ну там до хрена каналов. Сен Харбер на подписка ташлап кояли. И он каналларда очып койган. Зачем отделяться, если по всей России проживают татары? Надо все захватывать. А в былые времена вся территория называлась Тартария. Нет, отделяться я и не собираюсь. Мы вот именно, моя тактика забрать Пермь, Коми, Ненецию, на море выйти. Я вообще куда-то не отделяюсь. Я наоборот захуярить хочу.
У меня нет такой мысли отделения. Это я так читаю какую-то ересь нахуй чью-то. А отделения нету. Мы про отделение, я 1000 раз это уже говорил, как бы. Наткнемся на такую тему, я начну эту тему. Айтам бит бүгін менде илхам yok вам сюлерге. Илхам yok. Я вам постоянно же рассказываю насчет того, что все земли, по идее, заберем мы. Не будет между нами никаких узкожопых. Низ полностью будет Казахстан, а все по краям все будет наше. Поймите это. Земли дохуя, всем хватит. Главное, как говорится, отобрать правильным образом. Так, и тут чурки уедут к себе. В конечном счете, за разжигание межнациональной розни на Алсынова был заведен уголовное дело, приговор к которому и был вынесен 17 января 2024 года. Я еще раз повторюсь, здесь он высказывался, он явно не высказывался от того, что у него отделение в голове было. Но можно, конечно, внутрь залезть голову Алсынова, конечно, подумать еще так, что он это и высказал, что, блядь, нахуй, всех надо гнать, нахуй, в ебеням, блядь, и чтобы, блядь, узкожопых там не было, и командовать будем мы. Ну, типа Алсынов будет президентом. Что-то в этом роде. Но, Олеге, хом, как это, сырое яйцо, так скажем, блядь, он его не доварил, блядь. Яйцо-то сырое осталось. Доваривать надо было. Это ошибка пока. Молодой. Кто же такой Фаиль Алсынов, и причем здесь Турция? Вот это тоже меня убило, блядь. Причем тут Турция, блядь? Блядь, это Рыбарь.ру пишет, блядь. Откуда это все взял? Это не этот гандон, блядь, маленький пендель, блядь, в очках, уебок, нахуй, который ходил с ним, блядь, за ним, блядь. Вот он все это, наверное, мне он, мне кажется, этот, какой-то чмо, этот, Арсланов, блядь. Какой-то Арсланов маленький, пидрюга, блядь, нахуй, маленький такой. Манкурт сраный, блядь. Как его звали, этого Арсланова, блядь? Не помню. Если кто помнит, напишите. Исимен Ташахна. Ренат Маравильма, блядь. Итак. И что тут Турция, причем тут? Фаиль Алсынов, руководитель исламистской организации Башкорт, этносепаратист, в настоящее время внесен в перечень террористов и экстремистов. Он также является приверженцем идеологии пантюркизма. Какой нахуй пантюркизм, блядь? Я хуею, блядь. Так, будучи неформальным лидером для маргинальной прослойки башкирской молодежи, Алсынов использует для приветствия жест серых волков, характерный для членов турецкой неофашистской организации Башкорт. Неоднократно были зафиксированы его выезды совместно с Габбасовым в Турцию и Казахстан для встречи с другими сторонниками Великого Турана. Оно даже так, да? Габбасова с Алсыновым уже под Туран приплюсовывают. И плюс еще, наверное, тут еще Кашапов должен быть еще главный, Кашапов. Но если это такая тема идет, короче говоря, нам точно с ними не по пути, с Габбасовым. Если он прет, блядь, как Туран идет, как танк, с этим уебком, нахуй, Кашаповым, блядь, нахуй, это нам точно не по пути, нахуй. Каждый будет свою линию гнуть, каждый свою сторону будет строить сам. Я так понял. Ну, это интересная тема, я, конечно, читаю. Так, к слову, и поддерживающая сепаратисты международная секта Нурджулар является по своей сути мягкой силой Турции, которая получила особое развитие в России в 90-е и 2000 годы. ФСБ считает, что движение было активным в России в 90-х и 2000-х годах, и его сторонники вели пантюркистскую и панисламскую обработку молодежи и контактировали с чеченскими боевиками. Их проповедник Руслан Сулейман активно посещал мечети Башкирии и встречался с экстремистами на местах. Вполне вероятно, что там он не просто вел пропаганду, но и готовил активистов организации провокации и дестабилизации в регионе. Нихуя себе, Руслан Сулейман, я не знал, что такую тему гнал, блядь. Первый раз сам охуеваю читаю, блядь, нахуй. Понятно, короче говоря. Все связано с Турцией, получается. Ну, уже, как говорится, они будут, нахуй, минем душманлар. Если это такая тема будет, нахуй, значит, мы будем, нахуй, сегерге оларна, бөтөнөсүн, нахуй. Кулларга тугул, нахуй. Куллама без оларна, нахуй. Сразу, нахуй. Я вам это говорю, блядь.
Значит, мы будем строить какую-то свою тему, нахуй. Башкортстанна кулгауларга, блядь. Мы будем его брать по-другому, нахуй. Без турков. Без турков. Поэтому эта тема уже отпадает. Значит, я же говорю, блядь, 2025 год полный нахуй. Чмырением Башкортостана с Татарстаном будем делать. Интересную тему, конечно, я откопал, нахуй. Интересную тему откопал, блядь, Дуслар. Так, 106 кеше иде хазыр. Так, 106 кеше иде хазыр. Так, 1,5 часа мы с вами сидим. И узнаем такие, блядь, нахуй страсти тут, пиздец, блядь. Давайте еще раз на подзапись. Их проповедник Руслан Сулейман активно посещал мечети Башкирии и встречался с экстремистами на местах. Вполне вероятно, что там он не просто вел пропаганду, но и готовил активистов к организации провокаций и дестабилизации в регионе. Ну, когда мен оны білен сөйлескенімде, вроде бы так, просто поверхностно сөйлештік. Вроде бы нормально кіші. Ну, қойдан білесің енді оны, как говорится, ішін нәймі. Интересно, интересно. Ну, если они реально подтягиваются к Турану, опять-таки, к этому Турану, как говорится, ну, посмотрим, чья возьмет. Алсынов же продвигал в среде националистов идеологию, согласно которой российские регионы, вроде Башкирии, Татарстана и других, однажды вернутся из-под крыла России и единый тюркский мир. Его публичная деятельность сводилась к противопоставлению башкирского народа остальным нетюркским народам России, а мусульман другим конфессиям. Что-то нихуя не понял, еще раз. Алсынов же продвигал в среде националистов идеологию, согласно которой российские регионы, вроде Башкирии, Татарстана и других, однажды вернутся из-под крыла России в единый тюркский мир. Его публичная... Ага. Теперь доходит. Габбасов. Я теперь понял Габбасова. Фишка такая. Габбасов, Алсынов, Руслан Сулейман. Это вся одна шайка. Здесь рядом со мной Хайбулин, Ишмурат Хайбулин. Вот. Манабу Кишеляр. Вся одна тематика. Теперь я понял. Но в то же время они будут говорить, что мы друг друга не знаем, мы не при делах, вся хуйня. Это так, всегда так, как говорится. Сообщники. И получается все, ну так скажем, ну, поверхностно, скрыто, но в то же время уже вот эта тема, если вот эта тема правда, запах выходит Турана. Запах выходит Турана, и мы будем понимать, что люди, как говорится, гнут, как говорится, под Эрдогана. Получается, хотят Эрдогана ташаган уберге. Или уже упкенляр. Потому что если Алсынова, он тот как раз Арсланов ловил с Турции, его встречал на самолете, когда он спускался, за ним бегал туда-сюда, как этот Эткебек. Получается, значит, понятно, Алсынов ездил в Турцию пиздеть, блядь, вот с этими, наверное, туранистами, с кашапчиками, нахуй, со всеми вот такими пидорами, нахуй, встречался, получается. Ну, примерно мы поняли, что за хуйня тут, нахуй. Ну, если дальше больше вот эта тема уже будет прогибаться, точно мы, если будем это точно растусуем в дальнейшем, еще узнаем об этом, нахуй, значит, получается, Башкортостан или Татарстан ляжет под Туран, Мәскәүдән чыгамы, ничек ул чыга, Алла белә, качан чыга әле, Алла белә. Вот когда Туран, как говорится, поймет, что, как говорится, башкортлар, хам татарлар готовы к этому, как Габбасов говорит, час икс, блядь, вот только тогда будете вылазить. А до этого, как говорится, вы будете рабами.
Я так понял. Вы до этого будете рабами, исходник у вас будет вот такой. Пока у вас сейчас X не будет, вы будете рабами. Все, вот такая тема. А мой прогиб идет к тому, чтобы сейчас уже пошли на Москву. Сейчас. Но у них сейчас они не готовы. Потому что мне сам этот хуй, блядь, этот Кашапов говорил, что где-то там военные готовятся в Азербайджане, блядь, Турции, нахуй, кто-то готовится у них, нахуй. Ну, об этом нельзя говорить, туда-сюда, нахуй, блядь, пиздел он, блядь, по ушам ездил, блядь, нахуй. Кто у них там готовится? Кому они нахуй нужны, блядь? В итоге, короче говоря, понятно, блядь, там никто не готовится. Это просто, нахуй, они надеются, что когда-нибудь Эрдоган, нахуй, как говорится, посмотрит на них и даст какие-то свои войска, блядь, чтобы войти, блядь, в Башкортостан и Татарстанга. И один день как раз-таки об этом Габасов говорил. Мы, говорит, попросим Турцию, чтобы она нам помогла. Тут нихуя не попросим, нахуй. Вы уже просите. Вы уже, значит, давно просите, блядь. Но вам кутарам-да никто не отвлекается, блядь. Вот в чем прикол. На вас никто не смотрит, нахуй. Потому что вы никому нахуй не нужны, блядь. Вы же на Москву не идете, кому нахуй вы нужны? За вас турки пойдут умирать, что ли? На Москву? А Турция, блядь, которая сидит, нахуй, на игле, нахуй, пидорасии, блядь, и Европы, блядь, и на 2-3 стульях они любят сидеть, нахуй, вообще, блядь. Они пойдут, блядь, за тебя умирать? За Габасов? Габасов, очнись, нахуй. За тебя турки пойдут умирать? Хе, блядь. Киши кульдырма, нахуй. Киши кульдырма, блядь. Меня уже примерно уже теперь надо вкуривать нахуй в это дело. Я же как бы изначально говорил, я не при делах здесь. Я чисто топить начал из-за мобилизации. И тут нахуй, вот оно нахуй. Чем дальше в лес, тем пиздец нахуй, как горит нахуй все. Охуеть, охуеть, конечно. Интересную тему я нашел нахуй. Пиздец нахуй. Прям в прямом эфире охуеваю. Вот вместе с вами охуеваю, если вы тоже не слышали об этом. Просто я охуеваю, блядь. В эту тему, нахуй, уже тут хочешь не хочешь, нахуй, поверишь, блядь. Потому что все факты к этому приходят, нахуй. То, что я знаю, то, что здесь читаю, и то, что мне говорили, все сопоставляю, нахуй. Все, пизда, блядь, это понятно, нахуй. То, что, блядь, нахуй, постоянно еще в Телеграме мне, нахуй, какие-то эти хуи постоянно, Туран, затрахали, нахуй. В Телеге, нахуй, всех зачищать буду, нахуй, которые про Туран пиздят, сразу вот предупреждают, Туран, ауз ашел, да, Туран, да, все, нахуй, бан, блядь, нахуй. Заебали, нахуй. Туран, нахуй, блядь, нахуй. Такие пиздализы, нахуй. Я хуею над народами. Кстати, насчет этого хотел тоже сказать. Блядь. Башкирт, блин, татарга мен оптарим нахуй. Не то, что еще Азию сюда же добавлю, блядь. Азиаты такие же, блядь, нахуй. Блядь. И вдруг, допустим, вот прикиньте, не было бы Турции, не было бы, нахуй, слова Туран, блядь. Как вы, нахуй, отдувались бы перед узкожопами? Как вы отдувались бы? Вас бы ебли бы так же узкожопые? Кто у вас папочкой был бы? Кто из вас папочкой был бы? А? Ой, блядь, Тимурлану, наверное, тоже Туран помогал, да? Чингисхана тоже Туран был, да? У Чингисхана тоже Туран был, да? У Тимурлана тоже, да? Мангубердида тоже Туран, да, был? А? У всех наших полванов был Туран? Как вы думаете? У узбеков всех, поголовно всех гладил Туран? Вы вообще, вы Узбекизга отчет даете, нет? Азиаты, башкир, татарлар. Вы отчет даете себе, нет? Что, везде у вас был Туран? Вас всегда защищал Туран? Или вы образовались раньше из Турана? Так что задумайтесь. Безно ата-бабаларыбыз, как они образовывались сами. Там слово Турция нахуй, или еще кто-то нахуй там не было. Туран подавно. И не нужно, нахуй, приплюсовывать какие-то новые новшества, блядь. Подобие НАТО, подобие еще каких-то, нахуй, всяких, нахуй, сифилисов, нахуй. Поражаюсь, блядь, нахуй. Күтіңе жауап беруге үйрен. Мына шуны мен, шул сөзні мен раз и навсегда Узбекстанда яшап запомнил. Күтіңе жауап беруге үйрен. Күтіңе жауап беруге үйрен. Вот у меня сосед афган.
Афганцам кто-нибудь помогал? Афганцев, блядь, американцы ебли и русские ебли. Кто-нибудь им помогал? Никогда. Афганцы за свою жопу сами ответили. Узбек, кыргыз, таджик, казах, татар, башкорт за свою жопу когда-нибудь ответят, нет? Сами ответите вы? Вы сами ответите, нет? Mana shu 5 millat ko'tigizga o'ziga javob berasizmi? Urus sikkanda ya boshqalar sikkanda или sizga Turan kerakmi? Siz o'zingizni ko'tigizga javob berasizmi? Хуею, блядь, нахуй. Вроде взрослые люди, блядь. Меня просто вот меня, я не знаю, вымораживает вопрос, вспоминая детство, когда на улице ko'chalarda в Узбекистане с кем-нибудь подцапаешься, такое выражение было у людей. Akamga aytib kelaman, oboyima aytib kelam. Вот такие выражения были. Вы тоже тогда, все азиаты, башкортлар, татарлар, akangga aytib kelgin, a? Oboyingni chaqirib kelali. Oboyingni Tursiyadan chaqirib kel. Пусть он нахуй пизды даст в Москве, блядь, нахуй. Зовите брата. Как они там? Старший брат? Как эти монголы там, китайцы всегда говорили, старший брат нахуй. Этот Кремль, старший брат нахуй. А вы тоже тогда, да, этого туранистов, старший брат, да, у вас он будет, старший брата позовите. А то вас ебут ведь, блядь, нахуй, в Кремле ебут вас нахуй. Но тут нахуй что-то старший брат ваш нахуй тоже сосет у Путина, непонятно. Никак не может хуй из жопы вытащить путинский, блядь. А вы лечь хотите за Туран, блядь. Я хуею, блядь. Порой, блядь, шунарға мен айтам бит енді, блядь, нахуй. Аллаға шүкір мен шығып кеткенмін екен. Аллаға шүкір мен шығып кеткенмін екен, нахуй. Мына шундай, нахуй. Хуй поймешь, нахуй. Күтіне жауап бермеген дәулетлер, блядь, нахуй. Как можно яшарға, блядь, нахуй. Вы же за свою... Порой даже у меня сейчас мысль возникает, нахуй. Блядь, по идее, нахуй, а? По идее, блядь, нахуй. Вот эти манкурты, которые внутри, блядь, нахуй. Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, Казахстана. Да они лучше мужики даже, блядь, по идее, нахуй, если на то пошло, блядь. Чем мы, которые топим за свободу. Они лучше мужики, блядь, нахуй. Они не хотят в Туран, блядь. Они не хотят в Туран, блядь. Потому что они уже, блядь, под кем-то, нахуй. По идее, они, блядь, нахуй, в идеале, оказывается, в шоколаде живут, блядь. Если на то пошло, нахуй. Нахуй им шило на мыло менять, блядь. Понимаете смысл? Поэтому... Не знаю, нахуй. Порой, нахуй, уже после того, что вот дальше в лес, блядь, иду, вот читаю, нахуй, порой даже, блядь, понимаю, если вот эта вся шушера, так скажем, которым я как-то, я думал, надеялся, блядь, на Габасова. Кашапов уже все отошел. Алсынов. И тут такая хуйня, нахуй, входит. Алсынов такой, блядь. Габасов такой, нахуй. Все туранаёбы, блядь. Сука, блядь. Еще вдобавок, вон тот чувак вообще с Канады, блядь. Руслан Сулейман, я от него не ожидал вообще. Пиздец не ожидал. От Ишмурат Хазрата тоже уже, блядь, тоже поражение у меня идет, нахуй. Ёб твою. Пиздец, нахуй, людишки собрались тут нахрен. Явно, блядь, движение другое надо создавать. Против них. Против них движение. Ой, блядь. Так, это из-под крыла в единый тюркский мир. Его публичная деятельность сводилась к противопоставлению башкирского народа остальным не тюркским народам России, а мусульман другим конфессиям. Для большинства же участников баймакских беспорядков Алсын ассоциировался и продолжал ассоциироваться с экологическим активистом. Видите какая? Экологический активист — это чисто прикрытие, нахуй.
Ну, я примерно и предполагал, блядь, такую тему. Но, блядь, не ожидал, что он туранист, блядь, ёб твою мать, нахуй. Такое реноме он приобрел после конфликта вокруг Шихана, Куштау, где выступил одним из лидеров протеста против ее разработки. Значительная доля сторонников Алсынова до сих пор ошибочно уверена, что он подвергается преследованию со стороны властей из-за деятельности по защите экологии. Нихуя тут нахуй, блядь. Пиздец, тему я нашел, блядь, тут. Кто еще повлиял на протесты? Участники массовых беспорядков 24 года сознательно обманом или путем длительной деструктивной пропаганды, вовлеченной в противоправные действия, получают приговоры куда более жесткие, чем сам Алсынов. В сухом остатке выигрыша же оказались заблаговременно ближайшие за границу провокаторы и ядро Башхорт, оставшиеся на свободе. Стоит отметить, что еще до тех событий прошлого года на определенных медиаплатформах общественное восприятие активно внедрялся и сакрализировался образ Алсынова как примерного семьянина, отца 4 детей, трудливого человека и защитника башкирской культуры и природы, которого несправедливо преследуют местные власти. Да, Кюнгельсун, да, блядь, нахуй. Пиздец, нахуй, Кюнгельсун, да, блядь. Главным рупором такого нарратива стали интернет-издания Proof.rf, а также подконтрольные башкирским националистам и Габбасов телеграм-каналы. Почему-то Proof.rf под Габбасова приплетает, нахуй. Proof.rf это, блядь, Руслан Валеев, нахуй. Или кто там, нахуй, не Руслан даже Валеев, этот хуй, Рамиль какой-то, блядь, Ташагинович, блядь, нахуй. Рахматов, блядь, Рамиль Рахматов, блядь. Это вроде бы. Хуево, блядь. К слову, некоторые из этих ресурсов за призывы к экстремизму были заблокированы администрацией Telegram, а издание Proof.rf действовало более изощренно, создавая позитивный образ этносепаратистов между строк, не называя вещи своими именами. Издателем портала Proof.rf является племянница первого президента Башкирии Рауфа Рахимова. Вот она что, блядь. Об оппозиционной деятельности, которую мы пишем не первый год. Она информационно... Я перепутал. Пруфы это да, Рауфы, а аспекты этого ебана нахуй, блядь, это Валеева, блядь. Об оппозиционной деятельности, которую мы пишем не первый год. Она информационно поддерживает башкирских экстремистов, включая Алсынова, а среди сотрудников издания значился и Руслан Габбасов. Нет, здесь Рауфа Рахимова точно как бы не совпадает, конечно, но если они сейчас в такую игру вошли, друг друга мы не знаем, а он ни при чем, ну значит Рауфа Рахимова тоже нахуй при чем. И поэтому Габбасов ездил, встречался с этим Уралом Рахимовым в Австрии. И типа он сказал, типа, ничем не помог, или что-то такое, нахуй, блядь, нахуй. И тут хуякс, нахуй, если он ничем не помог, окей. А кто тогда ему нахрен там снял, блядь, этот офис, хуй-офис, вот эту всю хуйню, нахуй, в Литве? Кто-то же запошляет. Значит, нашлись какие-то люди, которые запошляют за офис, нахуй. Или Руслан Сулейманов запошляет с Канады, а Игулион, блядь, с Америки. Или вот этот, блядь, Урал Рахимов запошляет за снятие вот этого, нахуй, офиса, блядь. Немалые деньги оно стоит. Минимум, наверное, в месяц 1000 баксов стоит, нахуй. Минимум, блядь. Минимум. Если здесь, блядь, одна какая-то халупа, нахуй, 700 евро стоит, блядь. Это если целая какой-то вот такой комната у него, там, то явно 1000 баксов не меньше, блядь. 1000 евро, блядь. Вот оно как, нахуй. Мен білгені менде, мен шунарға бет айттым, туғанлар, мен шунарға айттым, нахуй. Мен политик түгіл, нахуй. Бұл проституция, нахуй. Бұл чистейшая проституция. Привет из Эстонии. О, салям. Эстония, салям. Ва алейкум ассалам. Это чистейшая проституция, вот эта политика, нахуй. Мен шунарға Алла сақласын, нахуй. Политика деген сөзні, нахуй. Вообще, блядь, нахуй. Ол этот, вот эту тамға, ол тамғаны, нахуй, мында, блядь, не надо брать, нахуй. Алла сақласын, нахуй. Становиться проституткой, нахуй, я не собираюсь, блядь. Если не политик, не говори кому, как вести политику. Вот именно, как тебе сказать, правильно отметил. Не говорить, вот именно без как қорақолық,
как говорится, мы будем говорить. Вот именно, как говорится, как вести или как, что вести, что нужно делать, блядь, вот эту тему. Башкортостан, хам Татарстанда. Потому что если холок Башкортостан или Татарстана кулга олмаса, если вот такие прошмандовки в виде, нахуй, блядь, нахуй, уже этих непонятных вот этих людей, нахуй, в виде Кашапова, нахуй, Габбасова, нахуй, Алсынова, блядь, если эту тему схватят, нахуй, то это точно будет, блядь, это слово не могу найти, блядь, не демократия, а диктатура, блядь, во, вспомнил, блядь, диктатура, нахуй. Все, каримовский режим 2.0, нахуй. Приблудит, нахуй, Башкортостан, блядь, Татарстанга. Это в Ичкерии, блядь, в Дагестане такая же хуйня будет. Там такая же хуйня будет, блядь. Если вот такая приблуды вот такие, нахуй, припрутся, нахуй, на власть, блядь. Это пизда будет всему, нахуй. Пизда всему, блядь. Короче говоря, если мы дальше будем идти, что-то дальше мутить, нахуй, если, ну, мне как бы уже не интересно. Если вот это вот понадеявшимся людям, блядь, нахуй, вот это дерьмо уже узнаешь, вот это дерьмо, что они туранисты, нахуй, уже не интересно, нахуй, за них топить, нахуй. Их только будем гасить, нахуй, потому что они уже кешетугуль, нахуй, бұлар. Бұлар уже кутақсанықларан, блядь. Дәулет теге халық сотқынлары, нахуй. Мына бұлар халық сотқыны, нахуй. Получается, блядь, Мәскәүдән сезне алып, Турцияга алып барып тыгып куялар, нахуй. Нахуй нужны нам такие люди, блядь. Пидоры, блядь, нахуй. Для меня они уже пидоры все, нахуй, блядь. Сыктым, нахуй. Это сыккенлар, нахуй. Просто хуею, блядь. Хорошо наткнулся, а, блядь. Сидел, вот наткнулся, блядь. Хоть правду какую-то узнаю, блядь. Так, идем дальше. В декабре 2024 года суд признал Рахимову виновной в дискредитации ВС РФ. Следом на нее было заведено еще одно административное дело. До этого непосредственно издание Пруфа судом неоднократно было уличено в публикации фейков о военнослужащих России, а главред издания о злоупотреблении свободных СМИ. Да и сама Рахимова через собственные социальные сети призывала жителей республики участвовать в несанкционированной акции 17 января 2024 года, переросшей в массовые беспорядки. За последние, кстати, женщина до сих пор не привлечена к ответственности. Аңлашылды, туғанлар, блядь, пиздец, нахуй. Мен бит шулай ук, блядь, нахуй, мен аңлап, блядь, нахуй, кутак қойып, нахуй, Кашаповларға да кутак қойдым, Иршат Хабиға да кутак қойдым, нахуй. Я думал, нахуй, значит, меня аңладым енді, почему, как говорится, меня не стыковал Габбасов, блин, Аллах Та'алям не стыковал меня. Не стоит, нахуй, стыковаться даже. Я уже тех двоих видел, что за типы, нахуй, за что они топят, нахуй. Как Иршат Хаби мне сам лично говорил, что когда ты войдешь, говорит, в политику, ты сам не поймешь, откуда бабки придут, говорит. Я говорю, в каком смысле бабки придут? Ну, типа, говорит, нахуй, на всю эту тему бабки сами появятся, блядь. Так что я, говорит, открываю партию Янарыш, он говорил мне, помню, блядь. И типа мне нужны кто-нибудь там из Франции, блядь. Что-то такое, вот такую хуйню нес, блядь. И пытался мне мозги, типа, забаламутить, нахуй. Эй, нахуй, дедем, он нашел, да, блядь. Теперь я сопоставляю все факты, то, что слышал, видел, блядь, осознаю, так скажем, блядь, нахуй. Видите, вот как они входят, короче, в головы людям, нахуй, и пытаются наебать людей. Вот, обычно холокна, блядь. А они невъебенные, нахуй, политики, блядь, нахуй. Узляры кем, нахуй? Кем болганлар, нахуй? И кем хотят стать, нахуй? Я хуею вот этого, блядь, нахуй. Хуею, нахуй, блядь. Просто поражаюсь, нахуй. Просто ауыз тутырып сөйлесе келмей, блядь, просто, понимаете? Ауыз тутырып сөйлесе келмей. Мен всегда наверное, вот не хотел говорить, блядь. Может, не надо говорить, блядь. Всегда говорил, если я какое-то дело буду начинать, какое-то дело, я не буду, кроме Аллаха, кого-то сопоставлять. Точнее, отталкиваться. Правильно, наверное, будет.
Alloh taolamgina men uchun birinchi. Imin. Ну, yordam so'rarga menga Alloh taolam kerak. Kishi tugul. И когда видишь вот эту тему, политическую, так скажем, да, эту проституцию, ну, понимаешь, я когда-то уже как-то высказывался об этом, но люди не могут понять этого, пока не увидят. Я понимаю, что вот эта тема, смена власти, я когда-то уже высказывался, что было дело в 2015 году, топка против Каримова. И вот эти люди, которые пытаются играть в политиков, Кашапов, Габасовы, и вот эта вся шушера ебаная нахуй. Для меня они теперь все шушеры ебаные нахуй. Вот все, блядь, нахуй. Они думают, что, блядь, нахуй, как это, блядь, ну, они только как бы такие, блядь, вышли на такой уровень, блядь, а они такие четкие, шустрые, нахуй, блядь, и, ну, идут к какой-то цели, блядь, непонятно, блядь. И тут хуякс, узнаешь про них все, блядь, да, ведь потихо, блядь, чё, почем, зачем они топят, нахуй. И понимаешь, блядь, нахуй. А когда в это дело вообще суешься, пытаешься, блядь, себя показать с простой стороны, блядь. Мына өзіңнің простой итеп көрсетасың бит инде, чтобы не заподозрили там, не поняли, что кто, чё, зачем, почему, блядь, нахуй. Вот хочешь вот этого, понимаешь? Қара халық болып қаларға. Мына дұрысын айтам, мына қара халық болып қаларға хочется. Но в тот же момент понимаешь, вот читая вот такие всякие, блядь, пиздец нахуй вещи, блядь, понимаешь, что Блар, да, ведь, ну, не хотят быть корохолком. Они не корохолок. А они хотят просто командовать. Они не хотят, чтобы корохолок, блин, идти наравне. Они не хотят. И вот это вся нахуй, то, что я вам примерно сейчас, сколько сижу, читаю, блин, это не дела корохолков. И всегда думал, блядь, как-то вот корохолок болып, ничектір, кешеге ничектір әйбәтлік, яхшылық ясарга думаешь, да, ведь, блядь? Не приплюсовывай никого к этому делу. Никого не приплюсовывая. И просто в ахуе от того, что я вот вижу, слышу, блядь. И я к чему это пытаюсь донести? Когда в Узбекистане люди, точнее узбеки, которые на первом ютубе моем, которым заблокировали, пытались там мне что-то говорить, кто ты, башарянгны курса, туда-сюда, они, так скажем, наверное, хотели увидеть меня. Вот я. Ну, а где они сейчас, я не знаю, блядь, которые хотели мою рожу увидеть. Вот это я. Исходя от этого, я понимаю, что ну, вот с людьми, оказывается, вот на ихнем планке, на ихнем уровне, оказывается, нельзя разговаривать. Теперь я понимаю, блядь. И им нужна высота. Они только любят силу. Вот на ихнем планке, вот корохолок болып, ты не можешь, оказывается, быть. Вот это меня убивает во всем, блядь. И когда я высказываюсь про Узбекистан, как это все сказать красиво, чтобы, блядь, нахуй вам дошло, блядь. Когда я говорю про Узбекистан, почему я это говорю? Потому что для меня вот Узбекистан, как моя первая родина, так скажем, где я родился, она мне как бы не безразлична. Для меня она как бы вот сейчас страдает, для меня это хуёво.
То, что народ ездит, блядь, как попрошайка, нахуй, в пидорасию, блядь, и так далее, блядь. Хоть я сам из Башкортостана в данный момент. И понимаю одну вещь, что во власти люди, они безжалостные. И когда... Я вообще из-за мобилизации только эту тему начал. Вот из-за мобилизации. Вот народ, чтобы не шел умирать, блядь. Мне эта политика, по сути, нахуй не нужна. Просто как бы я рассказываю, как есть, блядь, чё, почем, пытаюсь раскрыть глаза людям, чё, почем, да ведь? И тут я понимаю, блядь. Я не хочу быть как, так скажем, миным туганларом. Я не хочу. Если бы я, наверное, как они, наверное, был бы, наверное, я бы, наверное, пошел бы, учился бы туда-сюда. Но я не из тех, блядь. Я вообще не любил учиться, нахуй. И к чему я веду разговор такой далекий. Когда мне говорят, что, особенно вот здесь сейчас кто-то сказал, если ты не в политике или там почему учишь политиков, вот именно люди, как говорится, не маленькие, как говорится, рулят в Узбекистане. И мой фейс никому не известен, по идее. Но если кто захочет узнать, меня узнают. Но узнают через миным туганларым. И я не хотел это афишировать. И я шел как хорохолог. Я иду как хорохолог. Я не хотел этого, блядь. Прочитав вот это дерьмо, нахуй, я понял, что вот эти дерьмовые люди, нахуй, пытаются, нахуй, взять власть, блядь. Через Туран, блядь. Люди, которые в Узбекистане, живя сколько лет, имея власть, они нихуя не хотят в Туран. Они нихуя не хотят в Туран, блядь. 2 раза это я сказал. Люди не маленького, так скажем, ранга, так скажем. Они не хотят туда. Явно это я чувствую. Но в то же время мин ул туганларым белән не вась-вась. Потому что они власть. А я именно корохолог. Я выбрал честный путь, а не путь лицемерия и власти. Понимаете смысл? А эти напомнили мне моих родственников. Напомнили моих родственников, которые управляют властью. Мне плохо стало, нахуй, блядь. Нахуй я это, блядь, откуда я его выкопал, нахуй, читаю, блядь, нахуй. Поэтому, когда узбеки мне говорят, что ты пиздишь про Узбекистан, не вам нахуй говорить, нахуй. А люди там сидят уже наверху, блядь, которые рулят над вами, рабами. Понимаете смысл? Но я не из них. Я не хочу быть как они. Я не хочу как они быть. Я их с детства знал, знаю. Когда людям попадает власть, они забывают. Они забывают все.
Поэтому вот это все дерьмо, которое я сейчас вам рассказываю, ну, читаю, да, ведь, блядь, не мной написано, просто я читаю вам. Я сопоставил, блядь, туганлар, блядь. И это пиздец, нахуй, какая, блядь. Погибель, нахуй. И выражение тут есть такое, блядь, татарское. Бізде Башқұртстанда яхшы эшләтелә ул. Брат көтүче булганына рад. Переведу на русский. Брат, ну брат, да? Там почему-то брат именно, понимаете, вы до такой степени узкий язык въелся в татарский, что они как бы рифмуют даже русские слова с татарским. И тут означает брат көтүче булганына рад. Брат богатый, допустим, да ведь? Ну, политик. Рад тому, что ты пастух. Понимаете смысл? Ну, если вот Ника сидит тут, допустим, не понимает перевод. Исходя от этого, когда люди выходят наверх, или там лычки получают, или вообще наверх идут, на пьедестал, блядь, нахуй, они не знают, кто ты. Они забывают, кто ты. Понимаете смысл? Поэтому, сопоставляя вот то, что я вам читал, и то, что я знал, знаю, просто хуею, блядь, нахуй. Что вот эти люди просто хотят, как и навальнисты, блядь, снести власть, нахуй. И рулить, нахуй, над вами. Над рабами. Но рулить над вами, над рабами, я не представлял такого масштаба, блядь, такого образа, блядь. Я не думал, что вот оно будет таким образом. Хитро выебанно. Поэтому, наверное, вот это, как я изначально начинал пытаться... Почему я с Кашаповыми не получился? Это значит, что не зря не получилось, я понял это. Я теперь точно уже понял это. И с Габбасовым у нас точно тоже не получится. Если он туранист, это однозначно не получится. Понял, что, блядь, те, которые идут, особенно Иршад Хаби, это пиздец, нахуй, люди. Это те, как Трамп, блядь, люди Трампа. Представили Трамп, как он подымался над головами? Бошана, босса, киши бошана, босса. Путин, блядь. Вот, одна лихорадка, нахуй. Все, это пиздец, нахуй. И теперь, сопоставляя, продолжим следующий пункт к этому. Читать будем дальше. Сейчас дохуя там читать еще, вроде бы. Пример этого. Башкортларга, татарларга. Почему Каримов, точнее, когда Каримов был диктатором, его хотели все убрать? И кто туда пришел бы, как думаете? Пришел бы опять какой-то хуй такой же. Но этот хуй такой же не пришел, а пришел Мирзияев. Почему? Потому что есть вот такие вот, как здесь вот, сброд нахуй, который хочет нахуй урвать этот американский пирог, так скажем, блядь, только тут звучит как-то башкирский, татарский пирог. Урвать они хотят. Также в Узбекистане хотели урвать.
сидя за кордоном в Америке. Бахадыр Чариев. Но нихуя не получилось, блядь. Помощники нахуй. Улугбек Бакиров, Мутабар Таджибаева. Тут в Париже сидит. Овца ебаная тоже. Бабушка одна. Вот они, блядь. 3 долбоеба. 3 мушкетера, блядь. Что-то они хотели сделать. После этого я понимаю, что, блядь, нахуй, здесь та же система. Главное, они друг друга не знают. Здесь фишка какая-то дурацкая у них вообще. Интрига. Интрига такая, блядь. Интрижная, блядь. Там хоть все знали, кто с кем. А здесь никто не знает, кто с кем, блядь. Шифруются. Ну, в Кремле-то знают. Исходя от этого, теперь я понимаю, почему Кашапов 30 лет бегает, нихуя ничего не может сделать. Иршад Хаби откуда-то вылупился нахуй пару лет назад. А Габбасов там лет 5-10 может, блядь, тоже по этой теме болеет. Вот и все. Ихний косяк, как тех же узбеков, которые хотели Каримова снести, в том, что они не сотрудничают с народом. Они не хотят быть с народом. Они хотят просто урвать власть. А в Украине почему так? Народ, как говорится, зелю не сносит. Давно бы снесли бы. Украинцы не снесли бы, которые сделали Майдан, блядь. Выебали всех там, блядь. Легко нахуй. Хоть и крестоносцы, но смогли это сделать. А мусульмане не могут. Потому что украинцы поднялись за народ. С народом. И минус каждого пидора нахуй, начиная с Кашапова, заканчивая Алсынова теперь. Кузым ашылды нахуй мені мына былай нахуй бүгін, блядь. Вот эта вся шушера ебаная нахуй. Для меня они теперь шушера ебаная нахуй. Вот эта вся шушера ебаная нахуй. Габбасова нахуй. Все эти пидоры. Я теперь понимаю, почему Габбасов высокомерный нахуй. Гандон, блядь. Ебаный, блядь. Кашапов вообще кишетуголь нахуй. Ташак, блядь. Вот эта вся поеботина нахуй. Демократическая нахуй. Это все нахуй. Просто забрать власть нахуй. А вы, народ, будете под диктатурой нахуй. Вы будете под диктатурой. Вам чуть-чуть краник откроют нахуй, чтоб чуть-чуть капало нахуй что-нибудь. И все. А так будете под диктатурой. Эта система нахуй, которая складывается у них сейчас в голове, это диктатура нахуй. Натуральная. Смена места, так скажем, смена слагаемых ничего не меняет нахуй. Сути. Предложения то же самое остаются. Получается, они, которые типа топят против Навальных, они такие же навальнисты. Только башкирские навальнисты, татарские навальнисты, татаристы, башкиристы, крысисты, пиздалисты, туранисты и, наконец-то, гандоны. Одноразовые притом еще. Одноразовые, которые нахуй дырявятся нахуй. Сразу, блядь. Бір сіккенде кишелер нахуй. Мына шундай гандон кишелер нахуй. Одноразовый кишелер. Шунарга туганлар, башкортлар һәм татарлар, үзегез халык эшеннән халык кешесен чыгарырга тиешсез. Халык өчен үлә торган кешене чыгарырга тиешсез. Алсынов та нахуй андый түгел.
Габбасов та ондай түгіл нахуй. Бірсі де ондай түгіл нахуй. Бірсі де нахуй. Буклар нахуй. Кешегі она, буклар нахуй. Сыйық, понос, блядь. Чистейший. И ошибка ихняя, вот этих пидоров, в том, что, блядь, они, вот эти гандоны, блядь, нахуй, думают, блядь, вам показать, что выйдя, получается, от этого узкого мира, вы заживете охуенно, блядь. Нет. Вы охуенно жить не будете, это точно. Вы будете жить 50-50. А они будут говорить нахуй, что, блядь, Таршабас, ну, мына, ояқы тұрып кетіп болмай, Таршабас. Но, во-первых, Аля, блядь, независимость угали, блядь, нахуй. Они же, блядь, просят у турков, нахуй, помощи, блядь. Когда, нахуй, Эрдоган им поможет? Хуй его знает, блядь. Еще, может, Эрдоган еще доживет или нет, нахуй. Может, завтра сдохнет, ему 70 лет, блядь. Шунардан сан, что это происходит? У разбитого корыта, нахуй, остаетесь. Те наебали, эти пришли, те пришли, вот так, нахуй, блядь. И в итоге получается говно, нахуй. Да, может, когда-то там, когда рак на горе свистнет, нахуй, вы наебашите этих узкожопых и как-нибудь попытаетесь оторваться. Но оторветесь не как я вам говорил. Перем, коми, которые мы хотим забрать, да ведь? А вот такой нахуй Башкортостан у вас будет. Вот такой, блядь. Может, еще где-нибудь отрежут, нахуй. Казахстан земли свои хуй вообще не получит, нахрен. Казахстан вообще не получит. Вот с таким контингентом они не получат никогда. Везде будут у вас окружать узкожопые. Внутри узкожопые. Габбасов на Сюзе Буинча, блядь, нахуй, еще вдобавок, блядь, нахуй. Челябинск это не ваш будет, потому что там одни узкожопые. Все, пиши пропало, нахуй. Плюс еще добавок эти туранисты, блядь. Это просто пиздец. Татарстан вот такой же. Также на месте остается. И все, по краям у вас будет, нахуй, Оренбург, Самара. Все будет по краям, нахуй. Все, вот это будет у вас. Вот это все будет, нахуй. Ничего у вас не будет своего, блядь. Везде проулок, урслар, бүтін жүзде урслар было. И все. Вот это вы, как говорится, на свою жопу, как говорится, вот с этими гондонами, нахуй, наберете. Это в лучшем порядке. А так будет как в Узбекистане. Мирзияев, да, сейчас? Вот. А так вот так будет. Поменяет Путина. Встанут навальнисты. Потому что, кстати, сегодня слышал как раз-таки, навальнисты жестко просят Трампа и всех вот этих хуеплетов европейских, чтобы помогли снести Путина и эти, чтобы они встали. И как бы регионы, чтобы на месте остались. Они не хотят регион отдавать. И тут получается, навальнисты или подобие их побеждают, или кто-то меняется сейчас. И вот меняется вся хуйня, риторика, но тема остается, регионы остаются на месте, вы все на месте, дураки на месте, так скажем, да, ведь, блядь. И получается, вам делают вот это хорошие узкожопые, выделяют автономию какую-то там. Башкирия, не Башкортостан, Башкирия, Чечня, Татария. Вот эта вся поебутина остается у вас также. Но как бы кого-то поменяют там. Какую-то что-то, блядь. И все. Как Узбекистан останетесь такие же. Марионеточные. И все. И все. Как сосала Москва нефть, нахуй, Башкортостан, Татарстан также будет брать. Да, может, вы будете называться какой-то автономией, нахуй. И все, блядь, нахуй.
Что-то в этом роде, нахуй. Вот с этими гондонами вас будет ждать это. Никакой независимости у вас не будет с ними. Они не способны к независимости. Это полный беспредельный сброд собрался здесь. Вдобавок, нахуй, всегда вспоминаю, блядь, Кашапова, блядь. Это кашаповский сброд, нахуй. И вот этот габбасовский сброд, теперь так будем называть, блядь, нахуй. Все, это пизда, нахуй. Свистели все чайники, нахуй. Күтләрегезгә вазелин алып куегыз инде хәзер. Мин ату урысларга постоянно әйтәем. Хәзер сез үзегезгә әзерләп куегыз, нахуй. Вагон вазелин, нахуй, әзерләп куегыз. Күтләрегезгә урыслар так как сәккән, хәзер еще катырак сигә башлыйлар хәзер, нахуй. Күбрәк сигәләр, нахуй. Чөнки они не захотят, по идее, отдавать полностью. И вы останетесь на каком-то дисбалансированном, нахуй, территориях, блядь. Хоть поймешь, что там будет, там. У вас там пиздец, нахуй. Вдобавок, военные, нахуй, отребья, нахуй, вернутся. Инвалиды, вон, 200-е, 300-е, нахуй. И вот это вся поебутина к вам ожидает возвращения. Так что вы по полной программе в попадос попадаете. Жесткий попадос при том. И после этого вы думаете, что вы когда-нибудь оклемаетесь? Нет. Вы уже не оклемаетесь. Потому что Каримов сдох. Сколько лет уже прошло? Узбекистан в таком же дерьме. Мирзияев сидит в таком же дерьме. Казахстан, Токайка. После Назарбаева, Токайка. Один хуй, блядь. Такое же дерьмо, блядь. Вот такой же, блядь. Хоть в России живи, блядь, Казахстан, хоть отдельно живи, один черт, блядь, одно и то же, блядь, нахуй. Одно и то же, блядь. Кыргызы инда вообще, блядь, сулярга тугуль. Кыргызы вообще в жопе, как говорится, у африканца, нахуй. Тьма тьмой, нахуй. У всех красные паспорта, блядь. Это, как кто-то мне на днях сказал, это офис Москвы там, нахуй. Офис Москвы там. И этот, таджики, блядь, нахуй. Таджики любители взрывать, нахуй. Или там, как говорится, получатели пизды, как говорится, от русских. Люди, которые любят получать пизды. И, когда скажут, нахуй, вы террористы, да, мы террористы, пару человек подтянут, пусть они будут террористы. Там сдадут, тут сдадут, нахуй. Вот такой народ, блядь. Быдло народ тоже. Тоже ебанутые люди. Так что, ну, так сказать, примерно я вам очертания вашей независимости описал. Вот Башкортостан, Татарстан, Чечня, Дагестан. Вот эта тема у вас еще ждет. Вот эта вся тема. Но переиграть можно. В руки оружие Башкортостан, Татарга, Чечен, Дагестанга. И идти на Москву. Вот прямо сейчас, пока, как говорится, вот это неразбериха идет с Украиной. Пока войска оттянуты сюда. Пока там тишина. Вот сейчас надо это делать. Но если вы будете ждать вот этих хуев, всяких габасовых, сейчас икса нахуй, пизда, блядь, всему нахуй. Так что, как говорится, знаете, как это? Я представил, блядь, нахуй тех узбеков, которые ломились за независимость Узбекистана. Я их представляю. Они до сих пор живут здесь. Один в Норвегии, другая вот здесь во Франции. Тут хуй, блядь, нахуй, также в Америке живет. Они не въездные туда, никогда не зайдут. Они никогда не получат свою независимость. Они никогда не станут президентами, как они мечтали, блядь, стать. Они играли какие-то электронные онлайн-конференции президента, блядь. Какие-то темы делали. Что только не делали, нахуй. Хуйней маялись, короче. 2015 год, блядь. Хуйней маялись. О, кстати, 10 лет тому назад, точно. Ровно 10 лет тому назад у них было Сайлау. Президент Сайлау. Каримова выбирали 10 лет назад. Ой, блядь. Выбирали, короче говоря, забыл, блядь, включить. Выбирали Каримова в 2015 году. И они тоже играли электронный Сайлау, да. Электронные выборы. Ебанутые, взрослые люди, блядь. Конечно,
видя там людей без войска, без армии, они хотели в 3 ебала захватить весь Узбекистан, блядь. Удивительно, нахуй. И здесь то же самое. Вот эти 4 акробата, 3 мушкетера и Д'Артаньян, нахуй, они хотят, блядь, нахуй, взять Башкортостан, блядь. Тель блянгена, вот так, бла-бла-бла-бла-бла, они, получают, кайфуют от этого, мне кажется. Кашапов так, бла-бла-бла, 30 лет уже берет, блядь, Казань, нахуй, никак не может взять, блядь, нахуй. Скоро, блядь, нахуй, Минниханов уже сдохнет Шаймиевым, блядь, он до сих пор Казань не может взять. Еще Кашапов сам тоже, нахуй, тоже 66 лет Кашапову, блядь. Ой, блядь. С такими вот такими людьми, которые бла-бла-бла и хотят взять, блядь, час X ожидающими, вы далеко не пойдете. Вот как вы жили в рабстве, так и будете жить. И вот этот день мне открыл на все глаза. И это мне дало, блядь, понять, что точно в 25-м году риторика моих вещей будет по-другому идти теперь. Теперь я, как сегодня только высказывался об этом, чмырить нахуй будем, блядь. Вот это и есть нахуй. Будем только чмырьёством заниматься, блядь. Будем чмырить всех подряд, нахуй. Кто попадется, всех будем чмырить, нахуй. Другого варианта нет. Они не заслуживают хорошего. Я, блядь, в течение года пытался их поддерживать, блядь. Но нихуя. Не могут, нахуй. Срать, нахуй, блядь, лезть в такие дела, блядь. Давайте читаем дальше уж. Отошел от темы. Отдельно стоит отметить, что ближайший родственник Рауфа Рахима, сын первого президента Башкирии Урала Рахима, находится в международном розыске по уголовным делам, связанным с экономическим преступлением. Однако его местоположение известно, он получил политическое убежище в Австрии, где на ворованные российские деньги обустроил миллиардный гостиничный бизнес. А недавно начала появляться информация о том, что подконтрольный Уралу Рахим предприятие, вероятно, снабжает оружием ВСУ. Ага, мы на этом тут останавливались как раз. Какие выводы можно сделать из этой истории? Ну, давайте вот как раз выводы и, наверное, заканчивается, да. Рибарь какой-то, блядь, писал. Кто такой Рибарь? Хуй его знает. Ну, Рибарь, наверное, это кремляботы какие-то, кремлевские хуеплеты, наверное, которые все знают. Какие выводы можно сделать из этой истории? Этнонационалисты, которых власти ошибочно не воспринимали в качестве серьезной угрозы до начала СВО, позволяя им спокойно осуществлять деструктивную деятельность даже после признания их организации экстремистской, восприняли такое отсутствие интереса к себе из-за возможности в момент, когда страна направила силы на внешнюю борьбу. Алсынов и ее товарищи по экстремистской организации, щедро поддерживаемые из Турции, решили ударить по общественной дестабильности в России, осознанно сыграв на руку внешнему врагу. Видите, как они размышляют? Видите, как... Ну, лохотрон полный, блядь, нахуй. Почувствовав безнаказанность и уверенность актив Башкорт, все чаще стал проявлять и медийную активность, а также действовать с сплоченными группами в различных массовых мероприятиях. Однако на этот раз этнонационалисты не учли серьезности всех обстоятельств. На фоне СВО и беспрецедентного политического и экономического внешнего давления на Россию государство дало жесткую оценку действиям радикалов, теперь уже угрожающим основным конституционным строем. Большое количество переданных в суд дел по статьям об организации участия в массовых беспорядках, о насилии в отношении представителей власти должно стать для национальных активистов уроком. Красная черта есть, переходить ее нельзя. Здесь этим я не согласен. Ментов узкожопых мочить только надо. Только мочить, нахуй. Ни одна сука ебаная, нахуй, не должна там жить вообще. Всех ФСБшников, весь Башкортостан зачистить, нахуй, Татарстан зачистить. Это само собой. От этого, как говорится, мы, как говорится, не отрекаемся. Это обязательно должно быть. И вот это, как он сказал, переходить ее нельзя. Вот именно. Вот именно. Все габасики, кашапчики, нахуй, все кутак-башлар, переходить ее нельзя. Это вам переходить нельзя. А мне можно переходить. Мне все похуй, блядь, нахуй. Если вы, нахуй, с Тураном, нахуй, вам переходить нельзя. Потому что, как говорится, Эрдоган, вась-вась, нахуй, с Путиным, блядь. Вам нельзя переходить это. Вам, как говорится, не разрешено. Ярамый, сигалера тусезна, нахуй. А меня можно.
Меня можно, нахуй. Меня бүтін нәрсе можно. Мен бит, как говорится, айттым бит енді. Мен керек болса, бұл юлны мен ашсам, бұл юлны аша тұрған болсам, Узбекистан гарантированно станет за меня. Это гарантия. Мне Туран нахуй не нужен. Понимаете, да, смысл? Туран нам нахуй не нужен. Когда есть целый Узбекистан один, который в рот нахуй надает любому нахуй. С 37 миллионом, блядь, населением, блядь, нахуй. Поэтому, исходя от этого, я считаю, блядь, реально, наверное, уже переход с Корахалока, но я не хотел переходить с Корахалока на какой-то другой, блядь, этап, блядь. Ну, наверное, придется переходить, нахуй. Чуть приподнять планочку. Но не хотел. Я хочу, как всегда, с народом быть. Чтобы народ проснулся. Башкортостанда, хам Татарстанда. Народ, в первую очередь, как говорится, должен быть за свободу. В первую очередь. А не за вот таких гандонов в виде Габбасовых и Кашаповых, нахуй. И все ихние, блядь, шушеры ебаные, которые что-то мутят, нахуй, но нихуя не мутят. Час икс ждут, блядь. Так что, Алнадок, тема, конечно, подкинули хорошая. Историк Дюков деген от этого сайта, блядь. Кому интересно, почитайте. Так, идем дальше. Тема огромная была, аж, блядь, сука, 2,5 часа это все заняло, ебаный в рот. Ну, минимум 2 часа это заняло. И этот... Шондыхаль. 8 киши и 186 киши екен ютубта, блядь. 186, блядь, ютубта екен, блядь. Түнне, нахуй. Сағат 3, блядь, Башкортостанда жиді болды. Так, ладно, БРИКС. Футляр для Курая. Я оттуда его вытаскивал. Нигерия официально приняла в БРИКС в качестве страны-партнера, заявили МИД Бразилии. Африканская страна с населением в 230 миллионов человек стала 9-м государством-партнером БРИКС. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Египта, Эфиопии и теперь Нигерии, в экономический блок входят Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Удивительная вещь, конечно, в этом БРИКС, вот этот. Ну, Башкортостан, блин, Татарстанда явно у нас БРИКС не будет, у нас будет Курултай, Алла берса, нәрсе болса да. Я от этого, как говорится, не отрекаюсь. У нас будет Курултай, как говорится, среди вот этих государств. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. И потом посмотрим, добавим туда Туркменистан и Афганистан. Может, еще туда добавим в дальнейшем Пакистан. Посмотрим, кто как будет работать с нами. Бангладеш. Ну, все азиатские, мусульманские страны. А может, даже как-то примажемся к Индонезии. Хоть я на 33 пизды колена где-то она, блядь, там в ебенях, в островах, блядь. Ну, по крайней мере. Главное, как говорится, Башкортостан, Татарстанга создать, так скажем, экономический вот этот, так скажем, баланс. Но этот баланс в первую очередь мы будем создавать с Казахстаном, с Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном. Вот эту тему будем разруливать мы сами, лично, без сраной Москвы. Только мы сами. А вот как раз Ника тут сидит с Украины. Москву, Ника, вам обязательно надо будет нахуй забрать. Чтобы мы никогда не слышали, что там есть Москва. Мы должны ощущать, что это Украина вся. Вся территория это Украина. Мы не должны вообще слышать про пидорасию. Вообще слово Россия, пидорасия, вот это сраное на РФ вообще должна исчезнуть нахуй с карты. На карте должно быть конкретно написано, блядь, Украина, потом Кавказ, потом Эрзя-Мокша, потом Татарстан, Башкортостан и потом узкоглазые нахуй дальше. Все.
Вот такая тема должна быть. Понимаете? За Башкортостаном будут узкоглазые. Но Башкортостан это где заканчивается? Это Челябинск, Екатеринбург. И пошло-поехало наверх туда еще, блядь. Пермь, Коми, Ненеция, моря. Это все будет Башкортостан. Огромный Башкортостан будет. Не вот этот, который Алсынов говорит, маленький пизденыш нахуй, в котором сейчас вы живете, блядь, как дятлы нахуй, над которым проводите эксперименты каждый день нахуй, на убой отправляют в Украину. Украинцы, ебашьте нахуй всех башкиртов и татар, которые едут к вам нахуй. Они нам нахуй не нужны, блядь. Ебашьте всех нахуй, всех на мясо нахуй. Добивайте нахуй всех, блядь. Режьте, убивайте нахуй. Гандоны не нужны нам ни одни нахуй, пидоры, блядь. Манкурты ебаные, блядь. Ни одни не нужны нахуй. Хабировские нахуй, прошмандовки. Ни одни не нужны, блядь, суки. Так. В Тегеране прошла стрельба у здания Верховного суда Ирана. Убиты 2 судей. 1 ранен. Власти расценивают нападение как теракт, сообщает агентство ИРНА. Похоже, ситуация в Иране идет по варианту очень быстрой деградации. Убийство в Тегеране 2 судей Верховного суда страны и ранее еще одного прямо в здании высшего органа судебной ветви. Власти это очень серьезный сигнал о возможности эскалации противоречия в иранском обществе. Впрочем, не исключена и версия израильского следа, поскольку судьи отвечали за дела о шпионаже и терроризме. Ну вот, стариков шлепнули. Вот нам тоже надо будет также шлепнуть нахуй всех путинососов и всех вот этих хрень нахуй, которые в Башкортостане сидят нахуй. Бадрановы, блядь, всех, блядь. Шаймиевы нахуй, Миннихановы, всех нахрен. Всех надо шлепать нахуй. И все. Беспощадно. Вообще, пощады не должно быть. Пощады не должно быть вообще. А вот те заалсыновы, которые сидят, вот они теперь двухкратно, миллионкратно ни за что сидят. Вот это ошибочная тема, блядь. Вот теперь пиздец нахуй. Вот за Алсынова сидеть не стоит надо было. Не стоит, оказывается, сидеть нахуй. За Алсынова вообще не стоит сидеть нахуй. Вообще нахуй. Үзегена утрага тыж, блядь, нахуй. Кутак баш, блядь. Пиздец, нахуй. Разочаровали, нахуй, конкретно, блядь. Ебаный в рот, нахуй. Кәттәгеләр, блядь. Кит нахуй. Кулыгыздан кутак эш килмәгәч, нахуй бу эшкә тотынасыз, нахуй. Кутак эш килмәгәч, блядь. Кутак башлар, блядь, нахуй. Башкорт, блядь, нахуй. Баш. Вот именно башыгызда корт, нахуй. Корт башыгызда, блядь. Ширеген баш, блядь. Сука, ебаный в рот, нахуй. Так, футляр давай дальше пишет. Миграция вредна. Давно не захотел футляр, блядь. Айбат киргенмін, нахуй. Күзләрем ачылды, нахуй, нәмбәттәге. Миграция вредна для экономического развития страны. Ларри Финк из BlackRock, самой крупной инвестиционной компании в мире, чье финансовое благосостояние было построено отчасти от неконтролируемой миграции, в мае 2024 года на проглобалистическом мероприятии, организованном Всемирным экономическим форумом в Саудовской Аравии, заявил, что миграция крайне вредна для экономического развития любой страны. Про то, что мигранты не могут обеспечить промышленный рост экономики, а большая их часть становится участниками этнических преступных группировок, они реальная проблема для полиции в России. Причем средства, заработанные на криминальном и черном рынке, они тут же выводят в свои страны. Мы, как и коллеги, писали очень много. И Ларри Финк, мегаинвестор и интересант многих крупных экономических проектов, подтверждает это. Я могу утверждать, что в развитых странах больше всего выигрывают страны с сокращающим населением. Мы всегда думали, что сокращение населения является причиной отрицательного экономического роста, но в моих беседах с руководством этих крупных развитых стран, таких как Китай и Япония, которые проводят ксенофобскую антимиграционную политику, они не позволяют никому выезжать, и поэтому у них сокращается демографический рост. Эти страны будут быстро развивать робототехнику, искусственный интеллект и технологии. Невозможно не согласиться с тезисом Финка с учетом того, как влияла научно-техническая революция на любую отрасль экономики. Да, кстати, я сегодня наткнулся в ТикТоке как раз, пока рыл этот новый ТикТок,
И увидел пару роликов в ТикТоке китайских, нахуй, гандоны подсовывают свою рекламу. Как реально там, нахуй, все, блядь, нахуй, машины, блядь, конвейер идет, окунают, нахуй, целый, нахуй, машина на такие скелеты, окунается, блядь, нахуй, и крутится вот так, краску, блядь, потом сушится, потом туда что-то, блядь, потом только еще все красят там, то все это робот делает, нахуй, потом только где-то там, где дверь уже открывается, крашеная уже, покрашенная коробка эта, дверь открывает, и туда хуй какой-то китаец мажет, блядь, какую-то липкую клей, короче, мажет, наверное, таки резину захуярить туда, дверная резина есть же на машине. Вот так, блядь. Все, блядь, робот делает. Нахуй им люди, нахуй. Поэтому они ебашат уйгуров, нахуй. Зачищая территорию. Им территория нужна, блядь. А в Пидороссии наоборот все. Уничтожение людей идет. В Пидороссии дохуя людей уничтожают людей, как говорится, на войне. Чтобы, блядь, нахуй, уменьшить вообще на земле людей, блядь. Вот такая хуйня идет. Так, скажем, в начале 20 века для обработки 1000 гектар земли требовалось порядка 200 человек. Сейчас это могут спокойно сделать 2-3 механизатора. Причем с урожайностью куда выше показатель вековой давности. Финк в противовес миграции предлагает образование и верховенство закона. Для тех стран, у которых нет основы верховенства закона или образования. Именно здесь экономический разрыв будет становиться все более и более экстремальным. Цитата Финка в того же форума. Розмари Дженкс, соучредитель проекта «Ответственность и миграция», согласно с доводом Финка. Соединенные Штаты доказали, что можно повысить производительность и увеличить ВВП на душу населения при низком уровне миграции. Мы делали это на протяжении всех 50-х годов эпохи Второй мировой войны до середины 60-х годов. В 60-х годов мы также доказали, что массовая иммиграция наносит ущерб. Это снижает ВВП на душу населения, это снижает качество жизни, это уменьшает равенство. Очевидно, что не со стороны торговой палаты они все еще кричат о нехватке рабочей силы, хотя все экономические данные говорят об обратном. Но все большее число республиканцев признают, что массовая иммиграция не является ответом. Я думаю, демократы понимают, что массовая иммиграция не является ответом для нашей экономики. Цитата Розмари Дженкс. Здесь добавлю свое. Почему вот Европа наплыв идет, и в такое я в других раньше рассказывал, еще говорил. Это не хуй нахуй в Судане войну делать, блядь. Хуй его с 2015 года. 2015 года нахуй Сирия, блядь. Нихуй было войну делать в Сирии, блядь. Нихуй вообще нахуй трогать чужие страны, блядь, нахуй. И никто к вам не будет приезжать, блядь. В чем проблема, нахуй? В чем проблема? Нет, блядь. В Азии такая же хуйня, нахуй. В Азии, нахуй, создают, нахуй, блядь, на какое-то дерьмовое положение, нахуй, что все перлись, нахуй, в пидороссию, блядь. Вот и все, нахуй. То же самое, блядь. Зависимость. Везде создается. В Грузии зависимая. Нищебродская, нахуй. Башкортостан такой же. Все деньги отдает, потом говорит, дайте нам денег снова, блядь, нахуй. Я хуею, блядь. В соседней Канаде полагают также. Ведущие банкиры Канады критикуют миграционную стратегию уже бывшего премьер-министра Джастина Трюдо за разрушение национальной экономики и за помощь политическим популистам Канады. Мы все испортили. Мы приняли то, что считали хорошей вещью, высокий уровень миграции, и подумали, ну если это хорошо, то больше, это лучше. И теперь мы понимаем, что нет, это не так. Цитата Биеты Каранчи, главный экономист канадской Банк Групп. Так, добавлю еще свое. Придурки, нахуй, вот эти, и американцы, и европейцы, да и все вообще везде, нахуй. Нехуй делать какие-то войны, нахуй, в Афганистане, войны там, нахуй, чтобы их население не бежало потом никуда, блядь. Пидоры. Наоборот, блядь, туда, блядь, создавайте, вливайте туда деньги, чтобы они там жили, блядь, уёбки, а тут сами живите, блядь, дебилы, нахуй. Не было бы этой сраной, нахуй, мобилизации, нахуй, мы тоже здесь не сидели бы, наверное, блядь, нахуй. Понимаете смысл?
Ой, блядь, сука, тупорылые люди. Так, Жан-Франсуа Перро, старший вице-президент и главный экономист Скотти Банк, цитата: «Мы слишком упростили для предприятий найм иностранных рабочих. Вместо того, чтобы облегчить канадским инвесторам и работникам развитие высокотехнологических компаний, они потеряли контроль над иммиграционной политикой». Стефан Марион, главный экономист и стратег Национального банка Канады. В кадрах количество не всегда переходит в качество, скорее напротив. Закон диалектики миграционной политики не работает, а вот коррупция, низкие зарплаты, недостаточная модернизация производства – это первый признак государства, которое выбирает не научно-технический прогресс, но миграцию. Ну, короче говоря, пиздеж егошний не будем слушать. Там маленький видос тоже есть. Ну, примерно я прочитал вам, донес. Так, Тухсан бір кеше отырамын да, мында 8 кеше отыра. Россия чем отличается от американцев? Ну, в Америке хоть какое-то слово есть, блядь. Вот сразу тебя нахуй не заебенили, нахуй, в тюрьму не запихивают, нахуй. А в России рабство, блядь. Конечно, есть различия, блин. В Европе тоже есть различия. Вот так бы сидел бы, наверное, кто-нибудь пиздел бы в России, вот так, блядь. Невзоров там, Майкл Наки. Да, давно бы уже нахуй ёбнули бы всех в их хатах, блядь. Где они там жили? На Рублевке жили? Так. Угу. Так, вот. Неудаша. Из Неудаши, короче. Прочитаем отсюда. Не наигравшийся в детстве в красных и белогвардейцев админ телеграм-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский попытался с помощью одной из отечественных нейросетей выяснить, как трактуются действия революционных групп с точки зрения современного законодательства. Ответ его не устроил. Поэтому он сделал вывод, что алгоритмы нейросетки явно неравнодушны к Ленину, Троцкому и большевикам. Зачем ограничиваться действиями только одной из сторон давно назревшего и расколовшего в 2017 году российского общества конфликта? Роман Юрьевич? Попросите нейросеть дать с точки зрения современного российского законодательства оценку следующим установленным в Российской империи нормам. Отсутствие равенства граждан империи перед законом, когда в стране существовало сословное право, при котором закон применялись дифференцированно в зависимости от сословия: дворянство, духовенство, купечество, мещанство и крестьяне. Вот, не крестьяне, а рабы, нахуй, надо было написать. Рабы, блядь. Ну, вот как раз-то феодальный строй, нахуй. Вообще, в идеале, блядь, у нас. Феодальным строем, нахуй, живем, нахуй, там, как пирамида, да? Там вверх, вниз, нахуй. Башкир, блядь, татарлар в самом низком уровне, нахуй, блядь, там, блядь, валяются в грязи, нахуй. В отстойники, нахуй, возле свиней, блядь, нахуй. И идут воевать, блядь. Пиздец. Ограничение прав женщин, которым запрещалось голосовать, занимать государственные должности или получать полноценное образование, которое прямо противоречит Российской Конституции. Ограничение прав женщин. Блядь, нахуй, не то что женщин, блядь, и мужчин, блядь. Сейчас 21 век, так что, блядь, тут похуй, мужчины, женщины, дети, нахуй, все ограничения, нахуй. Все в одном шкуре, блядь. Цензура и жесткие ограничения на свободу слова и прессы, которые ныне запрещены Конституцией России. Пиздец. Смертная казнь, которая применялась в том числе за политическое преступление.
Да сейчас не лучше, блядь. Вот я еще пока дойти не могу, как там хуярили солдаты, блядь, друг друга. Я в тот день же показывал вам вроде бы. Или не показывал, или я не знаю. Как херачат там, блядь, ну, не друг друга, ну, понятно, друг друга, блядь. Как узкожопые херачат, блядь, солдат других, своих же, блядь, нахрен, палками всякими, блядь. А, еще сегодня было, что-то прилетело, как долбоебы мучают, нахуй, электрошокерами, нахуй, в жопу, блядь, нахуй. Это пиздец, озабоченные, нахуй, блядь, солдаты, ёпта, китайские. Так, отсутствие трудового законодательства, защиты прав трудящихся и преследование профсоюзной деятельности, которая сейчас сохраняется в Конституции. Дискриминация по религиозному признаку, преследование за антирелигиозную пропаганду, а также ограничения на свободу совести, которые в наше время закреплены в Конституции страны. Угу. Дискриминация по религиозному признаку, блядь. Вот именно нахуй, блядь. Чё? Закреплена Конституция страны, оказывается. Охуеть. Отсутствие всеобщего избирательного права, которое ограничивалось имущественными, сословными и гендерными цензами, который идет вразрез с нынешней редакцией Конституции России. Закон о кухаркиных детях, согласно которому фактически был ограничен доступ к высшему образованию для детей из низших сословий, например, из крестьянских, мещанских или рабочих семей, которые сейчас считаются антиконституционными. Ну, сейчас тоже не лучше, да, блядь. Окшан болса окыйсан, окшан yok окымайсан, кутаган, блядь. Вот это и есть, блядь, рабство, рабство. Черта оседлости, то есть ограничение территории проживания евреев в Российской империи специально отведенными губерниями, например, в центральных или столичных регионах, а также ограничение для евреев на занятие определенными профессиями и доступ к образованию, который сейчас напрямую противоречит главному закону России и т.д. Это мы еще крепостное право, когда они, граждане страны, спокойно продавали за деньги и меняли на борзых щенков других граждан страны, или телесные наказания, которые полностью отменили только в 1904 году, не вспоминаем. Попытки пересмотреть историю редко когда заканчиваются чем-то хорошим, коллега. Блять, нахуй. Я же говорю, блять, сегодня видел, блять, как пиздили, блять. Ну, ничего не отменяется, блять. 1904, какая разница, блять. Всего лишь 100 лет туда-сюда, блять. 120 лет, блять. Грубо. Да уж, блять. Казахстанцев, воевавшего против Украины в составе ЧВК «Вагнер», приговорили 4,5 годам колонии. Суд приговорил гражданина Казахстана, который участвовал в войне против Украины в составе ЧВК «Вагнер», к 4,5 годам колонии. По версии следствия, осенью 2022 года, преследуя идеологическую цель, мужчина начал планировать вступление в ЧВК «Вагнер» для дальнейшего участия в войне. Причиной такого решения стало то, что его покойный отец является уроженцем Харькова, и, по его мнению, власти иностранного государства ущемляют права жителей русской национальности. Смех нахуй, блядь. Такой тупизм. Ника, слышишь, да? Это просто ебанизм, блядь. В ноябре того же года он покинул Казахстан и добрался до хутора Малькино в Краснодарском крае, где заключал контракт с ЧВК «Вагнер». Ему пообещали ежемесячный оклад в размере 240 тысяч рублей, а в случае смерти 5 миллионов гробовых, которые получит его друг. 6 декабря 22 года до 6 июля 23 года казахстанец был на войне. Вернувшись, он уехал обратно в Казахстан, где и был задержан. На хули. Таких и узбеков до хрена. Я постоянно в тот раз говорил тоже. Помните? Все едут, потом говорят, блядь, нахуй я поехал, блядь, ноют потом нахуй. Я не хотел, блядь, в плен попадаю, вся хуйня, короче. Ну, как обычно, блядь, это поеботина Невзоров, блядь, и эти крестоносцы ебаные пошли креститься, пидоры. Мухосранск, Невзоров пишет, Мухосранск, блядь, бывший Санкт-Петербург. Здесь можно оценить масштаб народной деградации. На видео очередюга из тыловых орков и скрепоносцев возле Петропавловской крепости. Понял, блядь, я там был, нахуй. Питер, сука, ебаный. Им всем позарез надо в прорубь хлебнуть агиасмы истоков городских канализаций.
Это же пиздец грязная вода, там реально нахуй, блядь. Там же, ёб твою мать, там, сука, пиздец нахуй. Это же блевотина нахуй, блядь. Этот пидор Петр нахуй построил этот сраный город нахуй из говна и палок нахуй. Так. Рулят мероприятием папы полицейские и их благородие из Смольного. Конечно, для полноты счастья народцу не хватает порки розгами, но в ближайшее время это упущение будет исправлено. Розгами уже хуярят нахуй в армии, так что езжайте, пацаны, в армию. Вас будут пиздить ваши, свои же, блядь, нахуй. До утилизации вас отпиздят и отправят на мясо или в яме обоссут. Как говорится, служу пидорасии. Ну так, как говорится вам. Так. В Вашингтоне несколько тысяч человек вышли на народный марш в знак протеста против новой администрации Дональда Трампа. О, видите как? А чё их не закрыли, а? А то кто-то там спрашивал, какая разница? Вот такая разница. Вот так выйди против Путина. Против Путина выйди. Сука. Навальнисты вышли, и что с ним произошло, блядь? Сука, вот так вот. Алсынов даже ни за что не вышел, блядь, и уже сидит нахуй. Он вообще, по сути, ни за что не вышел. Против, как говорится, Путина он точно не выходил. Он, как говорится, против Куштау выходил, блядь. Сидит, блядь. Феруллах Турдом. Местами сбора участников стали 3 площади в центре города. На Фаругут-сквер собрались активисты, которые фокусируются на проблемах демократии, миграции, антимилитаризме и климате. На площади Макферсон встретились митингующие, выступающие против полицейского насилия в тюремной системе. В парке Франклина собрались люди, которые волнуют вопрос гендерной справедливости и репродуктивных прав. Из этих 3 локаций участники мероприятия марша прошли к мемориалу Линкольна и там провели общий митинг, который продлились около 2 часов. СМИ заявляют, что акция стала продолжением женского марша в 2017 году. Тогда, после первой инаугурации Дональда Трампа, на улице Вашингтона вышли более 500 тысяч человек, которые выступали за права женщин. Ожидается, что до инаугурации Трампа протестные акции пройдут во всех штатах. Видите, блядь, против Трампа все штаты могут, блядь, встать, блядь. Видите как? А Башкортостанда нахуй, Баймак за что так хуй поймешь за что, блядь, встал нахуй. И никто из регионов, никто не встал. Никто нахуй. Просто кто-то откуда-то приезжал и все, блядь, потолок нахуй. Никто никуда не встал, блядь. Так что вот так вот. Sen o'qiy bilmaysanmi? Narsani o'qib bilmayman. Men qoramen mында 115 kishi o'tiradi. Qoramen. Mында kishilar bor и yozalar bit ularga. Nomad, наверное, уснул. Nomad спит. Mында kishilar bor, урыслар bilan yozishirga можно bit. И правильно сделали, он Кутакбаш. Kim Кутакбаш, men anglamadim. Так. 8 kishi rahmat. O'tiradi TikTokda. 102 kishi YouTube'da. Zair, va alaykum assalom. TikTok. Так, идем дальше. Теперь насчет зарплаты, короче, тут написано. Давайте насчет зарплаты как раз военным. Есть очень интересная корреляция с цифрами зарплат российских военнослужащих, финансовыми прибылями крупнейших российских бизнесменов. Оказывается так, что бюджеты для достойной оплаты труда военнослужащих вне зоны боевых действий в России нет.
Средняя заработная плата командира батальона в частях, которые не участвуют в СВО, 55-60 тысяч рублей, без дополнительных выплат. Пиздец, нахуй. И это плохо. И мы еще не учитываем заработные платы сотрудников МЧС и полиции, которые в нынешних условиях вынуждены также рисковать жизнью, как и военные в зоне СВО. Ликвидируя последствия прилетов украинского БПЛА в регионах терактов, которые пока устраивают ряд наших неразумных соотечественников, не говоря уже о том, что пожарные и полиция справляются с большой частью своих прямых функций довольно прилично. И в то же время за 2024 год состояние российских крупных капиталистов увеличилось на 18 миллиардов долларов. Акционер Норки-Никеля Владимир Потанин, его состояние за прошлый год увеличилось на 736 миллионов до 31,8 миллиардов. На втором месте, 62 место в глобальном рейтинге оказался Владимир Лисин, 29 миллиардов, а на третьем, 71 в глобальном рейтинге, совладелец Лукойла Вагит Аликперов, который за год разбогател на 2,59 миллиардов до 27,2 миллиарда. На четвертом месте совладелец Новотека Леонид Михельсон, потерявший за год 2,67 миллиардов и обедневший на 24,8 миллиардов. На пятом месте основной бенефициар Северсталь Алексей Мордашов, увеличивший состояние с 3,3 миллиарда до 24,2 миллиарда. Во, видите как? Все, как говорится, рядом стоящие с этим путинососом нахуй, все заебенились денег, потому что они делали все госзаказы, наверное, блядь, ублюдки. И если нет денег на зарплату людям, которые рискуют своей жизнью каждый день, то, черт побери, почему богатеют олигархи. Разговоры про то, что в стране нет денег, сказки про белого бычка, деньги есть только у определенной категории населения, которых на других, мягко сказать, плевать. Мы не за перераспределение собственности, мы за социальную ответственность отдельных персонажей, которые давно позабыли, что всем, что у них есть, они обязаны народу Российской Федерации. За чиновников и их баснословные зарплаты в региональных администрациях и правительствах отдельный разговор. Средний чиновник имеет денежное довольствие раза в 3 больше, чем у комбата российской армии, какой-нибудь опера уголовно-розыска или пожарного и спасателя. Вопрос, кто такой для... Вопрос, кто важнее для государства, риторический ответ на него всем давно ясен. Вот так вот. Бабло у друзей Путлера, потому что он таким образом отмывает бабло нахуй. Туда-сюда понапихал нахуй по друзьям это все бабло. И вот тебе на нахуй. Так. Тут какой-то видос. Чуть-чуть, блядь. О чем тут? Так. Очень толстый намек. Командование корпуса стражи исламской революции КСИР Иран Дональд Трампу приурочен к его инаугурации. Иран контролирует стратегически важный Ормузский пролив, через который проходит 40% мировых поставок нефти, в том числе 40% китайской нефти. Если Иран закроет этот пролив, что будет расценено как акт войны, международные последствия будет трудно просчитать. Именно боевые катеры «Шершень» могут полностью остановить проход танкеров в Ормузском проливе, что приведет к многократному росту цен на нефть в мире, хотя и у Ирана есть еще и противокорабельные и баллистические ракеты, и более крупные и лучше вооруженные корабли ВМФ. Футляр для Курая, это пишет, да? Высшее командование корпуса стражей исламской революции Ирана продемонстрировало секретную подземную базу своих военно-морских сил, сообщает агентство. Да, не говорите. فرمانده کل سپاه در بازدید از این پایگاه زیرزمینی نیروی دریایی سپاه میگوید حالا این نیرو توانایی مقابله با تهدیدات Под землей, короче, у Ирана этот فرمانده کل سپاه در все بازدید از این پایگاه زیرزمینی военная техника.
حالا این نیرو توانایی مقابله با تهدید Танки стоят, все хуйня. Долго oldu. Так, сори, идем дальше. Сағат 3:30 болды уже. Так, я где-то во сколько начал? 12 чем-то. А, вот 3 часа как раз я с вами. Через Сирию наложат трубопровод Ирана, будет конец. Не Ирану, а пидорасии. Пидорасии будет конец. Хазар, секунд. Аускипті. Ізгіне. Юшраты гел. Так. Так, или 9 кіші утра. И 8 кіші. Да, рахмат. О чем базаришь? Когда мы уже этих узкожопых выебем, об этом базарю. Когда мы их уже нахуй, блядь, всех, блядь, в клизму запихаем, нахуй, и будем ебать. Клизмой. А, вот, как раз, вот, узкожопый, вот, дошел. Это нахуй. Надо посмотреть. Епта. Наверное, смотрели все, но давайте посмотрим вместе. Как пиздят нахуй. Вот этот гондон пиздит нахуй своих же. В тыве. Смотрите. Нормальная тема, да? Сяшка, снимай штаны. Пиздец, да? В военкомате. Сейчас. Видите, пидоры, они ищут, блядь, в Европе геев. Они геи сами. Видите, в жопу нахуй делает электрошокер. Озабоченные гондоны. Плачет, блядь. Это башкортотарларга, да, вам тоже это относится. Поняли, да? Русские пытают жителей Тывы, отказавшихся умирать за русских. После этого нахуй башкортлар, татарлар, Тыва, чеченцы, Дагестан, это всем вам, пидоры, вам всем это относится нахуй. Вы чё, вот этих узкожопых нахуй не можете, блядь, выебать, что ли? Я не могу понять нахуй. Вы чё, блядь, куку нахуй? У вас чё, кукушка нахуй съехала, что ли? Там вот двое, блядь, тут двое нахуй. Вот даже шунда, блядь, нахуй. Олып, блядь, оларны икисін сіккелеп ташлап болмайм нахуй. Тот, явно тот один тувинец нахуй, манкурт, блядь, какой-то мразь, блядь. Ну, блядь, Шойгуна, наверное, туғаны, блядь. Ну, шунда ведь енді, блядь, нахуй, шу икеге ике, блядь, суғышып боладыр бет енді, блядь. Выхватить дубинку, электрошокер, нахуй. Аузына шу электрошокерны тағырға, күтіне дубинканы тағырға, нахуй. В чем проблема, блядь? Явно же башкорт татарларны да шулай пиздят, нахуй. Просто мы не видим. До нас не доходит это почему-то. А у узкожопых доходит все, блядь. Вот в других регионах все есть, блядь. Ну, без накида юг, блядь, нахуй. Вам не кажется это странным?
Почему без накидаю, блядь? Че, без накидаю тутун милар думаете, что ли? Еще как тутуналар, нахуй. Столица Тыва, Кызыле, военной части 55115, сотрудник военной полиции РФ в позывном «Бешеный» избивает дубинкой и бьет электрошокером военнослужащих за отказ воевать на стороне России, который хотел использовать их как пушечное мясо. За всем этим наблюдает и, возможно, помогает местный манкурт, также являющийся сотрудником военной полиции. Военная полиция это, оказывается. Те, кто такие, хуй его знает, сбежали что ли или что это, не понял. В это время москвичи рассказывают, что им незачем идти на начатую ними же войну, ведь повестку еще не приносили, а желающих повоевать на контракте и без них достаточно среди жителей колониальных территорий. Ну да, москвичи нахуй будут умирать. Это же нахуй, как говорится, Путина война, блядь. Пусть Путин сам нахуй решает свои проблемы, да ведь? А для них есть башкортлар, татарлар, тувинцы, узкоглазые нахуй. Узкожопым есть узкоглазые нахуй. Нахуя, блядь, будут идти нахуй узкожопые, блядь, нахуй. Узкожопые дома будут яйца греть нахуй на печах, блядь, Иванушки, дурачки нахуй. А тут пойдут наши долбоебы нахуй. Заебись до нее, блядь, да, ведь нахуй. Поэтому я и говорю нахуй. За Башкортостан, Татарстан, как говорится, если народ 50 тысяч не выйдет вот за мной, 50 тысяч, как говорится, не выйдете вы, утазани или яхатли нахуй, за вас топить даже смысла нет нахуй. Вас только чмырить нахуй и опускать нахуй. Вот в таком виде нахуй. Вот они будут вас это делать вместо нас. Мы, как говорится, может, тоже так же делали бы нахуй, если вы, как говорится, за них топили бы нахуй. Но вы за нас уже они делают вам такую хуйню, блядь, нахуй. Так что это вам урок, что вот так вас хуярят нахуй. Это еще дойдем там дальше нахуй, как там дохуя пиздили. Или в тот раз я вам говорил, показывал, что целый там 10-15 человек пиздят, там на войне уже пиздят нахуй. Этот непонятно где пиздят еще, дома пиздят еще. Шундехаль, дуслар. Поэтому узкожопые, как говорится, ну, которые думают, что вот так у вас прокатит всю жизнь, нихуя подобного нахуй. Если мы будем заходить, вот именно мы, не вот эти кошапчики нахуй, габасовые нахуй, эти пидоры нахуй, туранисты, с ними нихуя ничего не получится нахуй. Вот если мы будем заходить нахуй, вам пизда всем нахуй. Вам пизда всем, блядь. Башкортостан, блядь, Татарстан, да полностью я зачистку устрою нахуй, узкожопых нахуй. Везде, блядь, чистка будет нахуй. Именно нахуй национальная чистка будет нахуй. Национальная. Куда хотите, катитесь нахуй. С наших регионов нахуй съебетесь как миленькие нахуй. Если нахуй подыхать не заходите нахуй. И тут самое интересное, блядь. Игра, доказывающая того, что башкорт-татарларда та же участь нахуй. Башкорт-татарларда то же самое, вы не обольщайтесь нахуй. Победа Украины никогда не была целью США. Это пишет Insider.ua. Отмечается, что стандартная фраза Белого дома «поддерживать Украину столько, сколько потребуется» намеренно расплывчатая. Другими словами, США не обещала помочь Украине вернуть оккупированные земли. Причина, по мнению Белого дома, сделать это было за пределами возможности Украины, даже при активной помощи Запада. Возвращаясь к тому эфиру, до этого, который я был у меня, еще раз я говорю украинцам, я вам вот конкретно заявляю, пока вы не услышите, как говорится, мой призыв, который я постоянно говорю, что башкортлар һәм татарларны на вашей территории собрать, услышать мой призыв, принять мой призыв и, как говорится, приступить к этому действию. Пока этого вы не сделаете, блядь, похуй бы вам сколько дадут оружия, нахуй. Сколько нахуй не унесете, пусть дадут, нахуй. Вы нихуя с места не сдвинетесь. Потому что у вас цель не разъеб Москвы, а просто, как говорится, сдерживать свою территорию. А у нас цель разъеб Москвы.
Понимаете? У нас есть разница, блядь. Ну, явно теперь уже, я как в тот раз я говорил, с Кашаповым, Габасовым всем возьмем туда-сюда. Нет, без них нахуй. Эту тематику решать буду я теперь. Полностью. Если кому интересно, украинцы, военные, кто связан тесно, пишите, связывайтесь со мной, созвонимся, встретимся, если надо, и будем перетрещать насчет этого. Но для этого мне нужно, как говорится, само собой, время, чтобы набрать людей. С Башкортостана, с Татарстана, разницы нет, хоть откуда. Главное, чтобы наши были. Без узкожопых. И вот это РДК, МРДК, меня не надо путать нахуй. Я еще раз повторяюсь, добавляю. Сибирь с батальон, не надо нахуй нам путать их, блядь. Пусть они сами ебутся вместе с вами. Нам похуй на них, блядь. У нас будет своя, как говорится, система. Свой отбор, блядь. Нас вы не будете отбирать, нахуй. Вы нам никто, чтоб нас отбирать, блядь. Мы будем использовать ваш плацдарм, ваше оружие против Москвы. Вот и все. То, что вы не можете досрать, нахуй, мы будем досирать, нахуй. Значит, уничтожение Москвы будет вашим оружием, которым вы не можете стрелять, нахуй. Дальше, нахуй. Куда вам пидор Трамп пока не сказал, блядь. Поэтому, чтобы вы где не можете стрелять, мы будем стрелять везде. Надеюсь, я ясно сказал. Во всех эфирах я это уже высказал уже. Но пока никто не отозвался. Так, один отозвался, конечно, какой-то странный чувак. И так и потерялся он тоже, нахуй. Наверное, мое предложение не нравится им. Так. Ну вот опять нахуй, хуй, блядь. Мусульманский народ, неужели вам не стрёмно, когда над вами смеются? Вот. Опять уёбок один идет омовение брать, блядь. В воду, блядь. Точнее, это не гусль. Это, блядь. Ага. Аллах Акбар, сам этот, как узкожопый, блядь. Просто поражаюсь, нахуй. Просто поражаюсь, блядь, над людьми, нахуй. Все величие России буквально в одном кадре. Это не грязь, это смазочное вещество для духовных скреп. Это пиздец. Болото пидорасии. Зато они воюют, нахуй. Видите, там рекламка. Ах, как, блядь. Заработай деньги. Не ходи по асфальту, нахуй. Асфальт не для вас. В лаптях в асфальтах не ходят, блядь. Он Максим, герой. Герой пидорасии в грязи. Ах, блядь, живут люди, блядь. Потом в Украине свиней ищут. Свиньи у вас, блядь, нахуй. И это вы. Хрюшки ебаные. Так. Вот, в Вашингтоне жители вышли на протест против политики Трампа. Собравшие заявили, что новоизбранный президент нарушает права женщин, иммигрантов и меньшинств. Понимаете? Какая хуйня. А у нас как? А у нас в пидорасии что? Иммигрантов, наоборот, гнать в шею. Понимаете? Гнать в шею. И гонят, само собой. Упаковывают и гонят. Упаковывают и гонят. Или в тюрьму, или на войну. Иммигранты едут все равно, блядь, нахуй. Ну, потому что они лохи, блядь, нахуй. Они тоже такие же быдло, нахуй. Едут, нахуй, все равно. А может, пронесет, думают. Ай, блядь. Так. Ну, вот этот вроде. Или это мы уже видели. Не надо думать, что мы сюда за деньгами приехали. Наши деньги остаются здесь. Обязательно к просмотру всем, кто не кто интересует подписание контракта в цели заработка. Или это мы смотрели? Пересылайте. Уважаемые, кто эти слова говорит, поймите, что
те деньги, которые мы получаем, мы оставляем их в основном здесь. А у нас дома семьи. Мы, кормильцы, ушли на войну защищать нашу родину, мирное небо над головой, и чтобы вы жили спокойно, и чтобы ваши дети росли, игрались, такие развивались, слова. чтобы вы работали спокойно, зарабатывали деньги. А наши деньги уходят. Первое, это обмундирование, потому что, уходя на задачу, один раз сходил на задачу, пришел, выкинул все вещи. Потому что после трупного яда, так как мы находимся рядом с 200-ми, с трупами и так далее и тому подобное, в окопах, в блиндажах, трупный яд не убирается, запах не отстирывается. Но это не главное. Грязь, чача, вот этот чернозем, это тоже не главное, который тоже не отстирывается, он впитывается в материал. Но помимо этого, когда ты идешь выполнять задачу, ты идешь по лесопосадкам, которых конкретно все в зарослях, акации, а это шипы. Соответственно, одежда рвется, Это я и не слышал, что за ее дерьмо, блядь. просто не представляется возможным. И вот представьте, в месяц 5, 4, 6 задач. Соответственно, 5, 6, 4 раза. Мы покупаем себе обмундирование здесь, а оно здесь в разы дороже, чем в России. И, соответственно, тем самым мы поднимаем здесь экономику. Но нам одеваться приходится, и мы покупаем все это. Обувь, блядь, так одежду, правильно говорит, те же самые экономику они поднимают. бронежилеты, потому что бронежилет, радиостанция, каска, это все расходный материал. Попал снаряд, попал осколок, попала пуля, оторвался на бронежилете. Да вы все расходный материал, все. Он уже не боеспособен, и тащить его назад не имеет смысла. Также каски, также все остальное. Поэтому радиостанции, где-то ты, укрываясь от снарядов, прыгаешь в яму, прыгаешь в окоп или еще куда-то. Повредил рацию, все, она не работает. Таскать ее с собой тоже не имеет смысла. Попал осколок, попала пуля в воду, потому что бывает, что в болото залазим по горло. Бывает, что лежим в окопах в воде по колено. Намочилась радиостанция, все, она не работает. Поэтому те, кто задают вопросы, не думая логически, вот я даю вам ответ. Помимо этого, мы строим лагеря сами за свои деньги для себя. Блиндажи, столовую и так далее, и тому подобное. Мы все строим за свои деньги. Потому что Минобороны и государство не успевает за нашим продвижением и обеспечивать нас стройматериалами. Инструмент, стройматериалы закупаем сами. Помимо того, что вы нам поставляете. И огромное спасибо и низкий поклон. То, что люди нам помогают стройматериалами, помогают инструментом. Но в основном большую долю, большую часть мы закупаем сами и строим блиндажи. Бывает, что вот я год здесь, за год 4 лагеря уже построили, за год. 4 лагеря. Соответственно, это минимум 30, 35, 40 блиндажей. Только блиндажи, если взять, посчитать. Помимо этого ремонтируем инструмент, оборудование, технику всю. Ремонтируем тоже за свой счет, для того, чтобы она была на ходу. Потому что не успевают поставку запчастей осуществлять. Поэтому немножко задумайтесь, включите мозги и думайте логически. Не надо думать, что мы здесь деньги зарабатываем, и что мы сюда за деньгами приехали. Наши деньги остаются в основном здесь. Спасибо большое за то, что услышали, или за то, что послушали и посмотрели. Может быть, кто-то и не услышит, потому что бывает, что люди слушают. Понятно, короче. Ну, примерно я вам дал послушать до конца. Короче, херня полная. Там, как говорится, можете одной одежды поехать, вам оно хватит, как говорится, сдохнуть, блядь. Так что закупаться не надо, блядь. Как бы расход нахуй вам нужен. Так что этой проблем нет. Так. Трамп заявил, что завтра издаст указ об отсрочке запрета ТикТок в США. Хуйня, блядь. Он отметил, что американцы заслуживают возможность видеть захватывающее инаугурационное шоу в ТикТок. Также в планах будущего президента купить 50% доли собственности соцсети, что позволит спасти ТикТок. Ну, охуенно, блядь. Просто охуенно, блядь. Охуенно, не охуенно, блядь, нахуй. Хазар, тугандар нәрсә булды, беләсезме? Менә әйтәм үзебезнең кешеләргә әйтәм. Хәзер минем ТикТогымны яптылар. Менә утырайым хәзер.
мен қазір скрин жасадым енді потом көрсетірмін телеграмға тоштым. Это пиздец нахуй. Тикток этот шыдамады менің сөздеріме, ябылды. Шундай хал. Явно көрініп тұр, что тикток теги урыслар білән бірге болғаш сразу яба. Потому что теги там, наверное, сидят эти проверяльщики, блядь, урыслар. Они эти узкоглазые. Так. Шундай хал. Күнде, короче, қазір мен нәрсеге ашам, наверное, тикток ашам, запасной. Шулай. Так. Вот этот херню я так и не понял, я сегодня слушал. Ну, короче говоря, раз идет война, слава богу, и на этом спасибо. Они живут и не понимают, что $220 за оплату труда это даже не нищета, это за гранью нищеты. Но если война, можно ведь и потерпеть, правда? Ну, там, короче, идет опрос, и спрашивают у пидорасов, россиян, блядь, этот $220 это нормально, типа, туда-сюда, и типа, ну да, если война, можно потерпеть, туда-сюда, короче, вот такая хуйня, нахуй, разная отмазка, блядь, придурки, нахуй, на все готово, блядь, нахуй, лишь бы их никто не трогал, блядь. У жителей США началась паника из-за запрета ТикТок. Некоторые даже начали звонить в 911. Истерия, нахуй. Ай, блядь. В России началась эпидемия облысения у подростков, пишут СМИ. Спрос на консультации трихологов среди 15-16-летних парней вырос в 4 раза. Причины энергетики, электронки, плохая осанка и стресс. Операция по возвращению волос стоит 160-190 тысяч рублей. Ну, а чё, блядь, нахуй? Сходите на войну, блядь, заработаете 220, или сколько там, блядь, 210 тысяч, нахуй. И сделайте себе, нахуй, что там у них? Облысение свое, нахуй. А может там, блядь, на войне и скальп потеряете, и волосы не нужны будут, нахуй. Так что проблем нет. У вас и так, нахуй. Плюс, блядь. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию. Лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжить войну. Зеленский подписал указ, который вводит в силу санкции СНБО. Ждем подробностей. Вот так вот. Так, вот здесь что? А, вот, опять этот ебанизм, блядь, крещение, блядь. Игнорирование реальности наше все. Ситуация с крещенским купанием на пляже. Анапы прямо в грязной воде с мазутом. Так, 3,5 часа. В грязной воде с мазутом. Очень хорошо отражает отношение российской власти к своему населению. Краснодарские чиновники, стремясь спасти тающий туристический поток, нагло всеми в глаза заявили, что вода была чистой и теплой, хотя купание в нефтепродуктах вызывает отравление и ожоги кожи. Пиздец, нахуй. Ну, хули, ускажопый. Ну, свиньи могут и в болоте купаться же, им похуй же, московское болото и для них в торфе, нахуй. Пусть ныряют в торф, блядь. В торфе купаются, пусть, нахуй, вообще, блядь. Пиздец. Смотрящий за деньгами, как министр Силуанов грабит Россию. Россия ведет войну уже почти 3 года, и все это время государственная пропаганда рассказывает, что война пошла только на пользу российской пидорасии. Угу. На пользу пошла она, блядь, нахуй. Хуеешь, блядь. И вот здесь самое интересное. Кто-то прислал. Рашистам все равно, ты узбек, казах, азербайджанец, татарин или башкирт. Вот такой хуй. Ну, как собаку я его держу здесь. А вы ну, приблизительно. так к людям относитесь? Как собаку да? держат. Ну, к узбекам так отношусь. Это как алабай. Знаете, есть собачки алабай, питбули. Я к нему отношусь как это. Ну, как собаки. Вот у меня, например, собака, короче, вот моя собака, у меня овчарка,
короче. Она где-то приблизительно там, ну, по нашим деньгам, я не знаю, как у вас в Литве, по нашим это вот, ну, где-то выходит, ну, около 100 это евро, короче, она у меня только жрет, короче, это собачка. А почему вы говорите, к узбекам только вы так относитесь? Не для меня это как собаки, принеси, подай, пошел, Узбеки. это не мешает. Узбеки это Приблизительно собаки, вот так. оказывается. Для Вы, узкожопого. получается, нацист? Почему нацист? Он сам сюда это приехал, я, говорит, хочу работать. Я ему, сколько тебе это в день? Вот он это, как собака у меня здесь. Значит, вы себя превышаете над ними. Да они просто нищеброды приехали сюда зарабатывать, я к нему... Узбеки нищеброды. Понимаете, вот такое над узбеками, блядь, если выражаются, я не могу понять, почему они не останавливаются, все едут все равно, блядь. Вот этого я хуею, блядь, нахуй. Это мне кто-то прислал, я не знаю откуда. И хуею, блядь, нахуй. Бейсис Татарстан хакиматы, нахуй. Это, сука, кашаповская хуйня, это же, блядь. Кашаповский, нахуй. Группа, блядь. Бейсис Татарстан хакиматы, нахуй. Этот... Ну, что я могу сказать, нахрен? Год где-то я вам, блядь, это доношу, блядь. Узбекlarga, что вы не ездили, ну, вы не понимаете, все равно едете, нахуй. Хуй его знает, нахуй. И если даже вот эти выражения, которые вот здесь, блядь, про вас говорят, если даже это вас не останавливает, ну, хуй его знает. Короче говоря, вас только могилы будут останавливать, каждого из вас, блядь. Который и на войну идет, который за деньгами идет, нахуй, за все, блядь, нахрен. Так, идем дальше. Россия начала возрождать, блядь, Ждановщину. Появилась информация, что в захваченном Мариуполе на месте разграбленного оккупантами Краеведческого музея откроют музей имени Жданова. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко. Мариуполь носил название Жданов с 1948 по 1989 года. Как известно, все идеологические, экономические и законодательные эксперименты, которые Россия проводит на новых оккупированных территориях и испытательных полигонах, спустя короткий промежуток времени начинают внедрять и на остальных территориях подконтрольных к Москве. В Башкортостане, Татарстанда явно все улицы, все города, морода, блядь, нахуй, все сменить надо будет нахрен. Все узкожопое удалить. Все удалить нахуй. Чтоб, блядь, даже... Блять, люди об этом даже не говорили, не вспоминали. Все уничтожить нахрен. Все. Именно аулларны исемен. Бүтүнөй бирин алмаштырып ташларга керек нахуй. Яңадан зур карта түзүлө нахуй. Башкортстан ичине Перем, Коми бүтүнөй бир кирилгеч, все правильную карту мы создадим, иншаллах. Правильная карта будет. Низ, само собой, будет Казахстан полностью. У них своя карта новая будет, у нас своя карта новая будет, огромная. Манашулай. Всякие Ждановщины у нас не будет ни хрена, блядь. Ждановщина — это термин, обозначающий культурную и идеологическую политику, проводимую в Советском Союзе в конце 40-х, в начале 50-х годов под руководством Андрея Жданова, члена Политбюро ЦК КПСС. Эта политика характеризовалась жестким контролем над искусствами и культурой, а также подавлением национальных культур в пользу единого советского идеала. После Второй мировой войны в СССР начался процесс укрепления власти Сталина, и в этот период культурная жизнь страны стала подвержена жесткой идеологизации. Жданов, как один из главных идеологов, выдвинул концепцию социалистического реализма как единственное приемлемое направление в искусстве, что означало, что все формы искусства должны служить целям социалистического строительства и отражать идеалы коммунистической партии. Ну вот видите, куда вас несут нахуй. Узкожопый вас тащат башкортотарлар на всех Чечен, Дагестан, все в коммунизм везут. А вы терпите нахуй. Блять, из коммунизма вылезти не можем, вы опять туда идете нахуй. В 21 веке какой может быть коммунизм нахуй, блядь? Свободно все должны жить нахуй. Нет, вас в ГУЛАГ везут нахуй. ГУЛАГи, бурлаки и всякие нахуй лаптоебы, блядь. Пиздец нахуй.
Ждановщина оказала значительное влияние на Национально-культурную республику СССР. В условиях стремления к унификации культурной жизни страны многие национальные традиции, языки, художественные формы подвергались критике, высмеиванию и репрессиям. Власти стремились создать единое культурное пространство, что привело к подавлению региональных языков и традиций. Национальные писатели и художники часто подвергались цензуре и репрессиям за то, что их работа не соответствовала установленным стандартам. О, тут целый километр нахуй, блядь. Ну, примерно поняли. Что-то неохота дальше читать. Так. Пользователи TikTok в России жалуются на сбои после блокировки приложения в США. Сервис показывает россиянам сообщения, адресованные пользователям из США. Проблемы наблюдаются даже при включенном VPN или смене региона. Не работает и много неофициальной модификации приложения. Все пиздец нахуй. Пиздец. Так, Дуров пообещал ужесточить модерацию в Telegram. За полгода властям были переданы данные 10 тысяч пользователей. Павел Дуров заявил во время первого допроса по в Парижском суде, что намерен улучшить процесс модерации в Telegram. По его словам, администрация менеджера удаляет 15-20 миллионов учетных записей. Что-то такое чувство, как будто я это читал, блин. Так, суд в Алматы арестовал автора сатирической паблика Каз Ньюс 24 Темирлана и Енсебека по обвинению в распространении международной розни. Специализированный межрайонный следственный суд Алматы отправил автора сатирической паблика Темирлана Енсебека под стражу. Ему обвиняют в разжигании международной розни в соцсетях. Об этом сообщается казахская служба радио Свобода Азатлык. Так. Это тоже я вроде читал или что, я не знаю. Темирлан Енсебек, активист гражданского движения Оян Казахстан, Просыпайся Казахстан, который выступает за масштабные политические реформы. Видите, вот в Казахстане тоже есть такие люди, оказывается. Вот поэтому мы должны вот такую тему вместе, как говорится, двигать, как говорится. Смена везде власти нужна. И в Казахстане, и в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, везде власть надо менять. А самое главное, это пидорастическую власть надо поменять. Это Путлера нахуй. Сдернуть оттуда нахуй. В памперсы, блядь, напялить. Темирлана Енсебекова задержали вечером 17 января. До этого появилась информация о проведении в его доме обыски ночь с 17 по 18 января. Он провел в изоляторе временное содержание. Вот такая вот херня. Так что от 2 до 7 лет могут дать ему, короче, штраф, и от 2 до 7 лет. Вот такая вот херня. Вот так вот. До хрена комментариев, конечно. Сейчас скажу. Nima qilyapsan men strimdaman. Так. Я дошел до старых уже, все. Я то, что на сегодня дали, столько я уже прочитал, оказывается. Куда-то что-то можно еще заходить, конечно. Давайте почитаем комментарии. Что вы там пишете мне.
Так, ты где, скажи, находишься, за бугром сидишь, раскола не будет, раскола внутри страны. Внутри какой страны, блядь? Пидорасии, что ли? Внутри пидорасии, само собой, будет, блядь, не то, что раскол, нахуй. Разъеб Москвы будет. ТикТок еще все еще Китай принадлежит. Вот, да, до сих пор Китай, нахуй. Быстрее бы американцам принадлежал бы, гандоны эти китайцы, нахуй, затрахали, нахуй. Блокировать, нахуй. Ублюдки, нахуй. Вот только что, я же вам говорил, нет? Только что мне сейчас бахнули ТикТок, короче, мне. Я же говорю, блядь, нахуй. ТикТок это под руснёй, блядь. Там надо говорить так, что, блядь, русские хорошие, и не будут банить, нахуй. Ой, блядь, сука. Родина русских в Украине, у них с мозгом люлю. Так, всем здравым людям добра, тем, кто верит этому черту выздороветь, этому черту испариться из нашей вселенной. Это ты, черт, нахуй. Чё за имя, фамилии, блядь? Имя, фамилии, блядь. Ташак, блядь. На коленях обращается Путину. Ну, блядь, не то слово, блядь, нахуй. Такие, блядь, нахуй эти, блядь, путинососы, я хуею, блядь, и, блядь, нахуй. Нет, главное, нахуй, за Путина идут дохнуть, нахуй, блядь, их пиздят, нахуй. Вот это что-то я видос это не могу найти. Я на том эфире, наверное, это было, блядь. Мы уже говорили об этом. Реально там хуярят палкой, нахуй. Они плачут, типа, блядь, там, сука, блядь. И они идут в эту армию, блядь. Я хуею, блядь, нахуй. Идут в эту войну, блядь, нахуй. Ну, кстати, сегодня тоже пиздили же он в этом, в Тыве, блядь, нахрен. Ну это же пиздец, нахуй. Мужики, которые, типа, блядь, пошли мочить украинцев. Но если вы пошли мочить украинцев, а хули вы друг другу-то пиздите, блядь, нахуй. Вы че, вообще, блядь, сука. И потом после этого еще они там служат, блядь. Нет, нахуй, взять автомат и расстрелять вот этих всех, нахуй, блядь. Кто пиздит, блядь. Там солдат, блядь. Расстрелять всех, нахуй. И пойти в сторону Украины и сдаться, нахуй. Самый лучший вариант, блядь. Сдавайтесь, нахуй, дебилы. Сдавайтесь в Украину, блядь. Живыми останетесь, долбоебы. Вы же не понимаете, за что воюете, блядь, как в Афганистане. За что воевали, в конце даже не поняли, за что воевали. Зато столько погибло, нахуй, там. И сколько инвалидов вернулось, блядь. И также в Башкортостанга вернулись. А вы, не знаю, бля, я не знаю, хуй его знает. Вот что, пиздец. Просто херею, блядь. Просто херею, блядь. Над тем, что вы творите, так скажем, да? Ну да. Вот сейчас. Ну, новые, значит, будем штамповать новые аккаунты постоянно, блядь. Ой, бля. Короче, этот Туганлар будем завязывать, наверное, сагат дурпал, да я, блин, реально рубит меня уже, блядь, колбасит. Короче, 4 часа я с вами побыл. Максимально репост сделайте, потому что у меня то, что я записывал... ну, в ТикТок я чуть-чуть записывал тоже. Сейчас оно все удалилось. А в другом ТикТоке запись осталась. Еще в другом будет. Но это тоже максимальная Тора-Тапхарагс, если кому интересно. За независимость Башкортостана с Татарстаном. Примерно так. Ну, узкожопом все равно, как говорится, будет кранты, блядь. Рано или поздно, блядь. Вот так вот. Ну все тогда, Туганлар, будем завязывать тогда. Закрываться. Зур-рахмат утырганларга. Так, сагат дурт. Башкортостанда сагат 8, понедельник. Ишке барасыз, наверное. Вот так вот. Будем закрываться тогда. Исян сау.
Рахмат. У меня уже все, тиктоки все вырубились тоже. Будем закрывать это YouTube. Танашукой, танашкен.